Усім добрый дзень. Радыёсавода пачынае трансляцыю з ужо такого стандартнага месца з плошчы Незалежнасці у Мінску, у самым цэнтры горада. Мы знаходзімся, вядома, ў раду. Вось, але сённяшні наш стрым будзе адрознівацца ад ранейшых, якія праводзіліся адсюль і, магчыма, нават увогуле ад усіх нашых стрымоў, бо знаходзімся мы акурат на мітынгу, арганізаваным вось літаральна за дзень уладамі у падтрымку дзеючага кіраўніка Беларусі. Ну, так можна зразумець. Афіцыйна нідзе гэта не гучала, і мы, напэўна, з прамоваў даведаемся, які сэнс вось гэтага тут сходу. Бачыце, вы зараз, аператар паказвае вам, колькі тут людзей. На самой справе іх тут значная колькасць. Іх даволі шмат, цяжка ацаніць, колькі на самой справе, бо яшчэ людзі падыходзяць. Яны так арганізавана рухаюцца з розных бакоў плошчы, заходзяць такімі калонамі. Вось акурат насупраць мяне зараз ідзе калона са сцягамі Белай Русі, маюць парасоны, белыя сцягі. Вось яны так толькі што падышлі. Не першая калона, увогуле тут людзі стаяць так нават пэўнымі групамі. Бачна, што яны знаёмыя адзін з адным і, магчыма, прадстаўляюць некае адно прадпрыемства альбо арганізацыю. Пазней мы паразмаўляем з імі пра гэта. Раскажу вам, што папярэднічала гэтаму мітынгу. Стала пра яго вядома літаральна учора з раніцы, калі не памыляюся. Вядома таксама, што з усёй Беларусі людзі сюды прыязджалі, з усіх рэгіёнаў. Нават арганізаваныя былі цягнікі адмысловыя для таго, каб вось усе, хто хоча, або, магчыма, не зусім хоча, тут прысутнічаць, усё ж такі мог гэта зрабіць. Цягнікі, ведаю, я бачыў навіны пра цягнікі з Берасця, таксама цягнік з Віцебска. І вось яны за палову да 12 гадзіны, за палову на 12 яны сюды прыбылі на Мінск пасажырскі. Бачылі мы людзей таксама каля вакзала, там групы, як сюды заходзілі. Асобна раскажу вам, як увогуле тут арганізавана ўсё гэта. Плошча Незалежнасці фактычна з усіх бакоў акружана турнікетамі, і далёка не ўсюды можна прайсці. Для нас, журналістаў, увогуле арганізаваны асобны праход далёка ад Міністэрства адукацыі. І вось, калі хтосьці хацеў з боку праспекта Незалежнасці сюды трапіць, то быў вымушаны проста ўсё гэта абыходзіць, і нават не адразу можна прайсці. Збіраюць журналістаў у групы, чакаюць, пакуль там 5-6 чалавек збярэцца, толькі тады прапускаюць пасля дагляду. Але ўсё ветліва, ўсё надзвычай падкрэслена станоўча так, і кожны ахвотны журналіст мог сюды трапіць. Бачу я тут калегі дзяржаўных выданняў, таксама дзяржаўных СМІ. Адзінае, што нас так вельмі ветліва, але ўсё ж такі без магчымасці адмовіць, папрасілі знаходзіцца ў пэўнай месцы плошчы. Такія 2 чалавекі в камуфляжы спачатку, потым без камуфляжа. Нас ось прывёў сюды, дзе мы зараз знаходзімся, і сказаў, што ось, калегі, калі ласка, працуйце тут. Мы тут пакуль і працуем. Нічога не адбываецца. Увогуле мы знаходзімся ўжо больш за паўгадзіны на плошчы Незалежнасці, і бачыў я там арганізаваныя месцы для выступаў, там стол, мікрафоны, але ніхто пакуль так і не выступаў. Тут, нягледзячы на тое, што пачатак нібыта о 12 гадзіне запланаваны быў гэтага мітынгу, але пакуль мы нічога не пачулі увогуле. Гучыць музыка ўвесь час, патрыятычныя песні, і прысвечаныя мірнаму небу над галавой нашай краіне Беларусі. Вось штосьці такое. Калі хадзілі на нейкія дзяржаўныя святы, то разумееце, напэўна, пра што. Шмат сцягоў дзяржаўных. Таксама бачу сцягі БРСМ, Белай Русі, як я ўжо казаў, ёсць. Але в асноўным дзяржаўныя сцягі. Вось бачу сцягі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях ёсць. Напэўна, там іх
супрацоўнікі трымаюць. Можна так зразумець. Бачу расійскі сцяг, там у далечыні. Не ведаю, аператар, ці можа яго паказаць, ці не. Напэўна, вельмі далёка. Але вот таксама адзін сцягі камуністычнай партыі Беларусі ёсць. Калі глядзелі наш стрым з святкавання Дня чыгуначных войскаў, то, магчыма, іх памятаеце. Гадаю, што сёння таксама 14-й гадзіне, вось ужо так шмат засталося, яшчэ адзін мітынг на Ват-6 прапанавана было зладзіць у Мінску, і там ужо верагодна будуць збірацца тыя, хто падтрымлівае зусім не Александра Лукашэнку. Планавалі мы працу таксама адтуль, таму пабачыце ўсё сёння, што адбываецца ў цэнтры горада. Складанасці ў нас зноў узнікаюць сувязі, але спадзяюся, што вы нас бачыце. Зараз мы адыдзем крыху, тут такое гучна, адыдзем крыху, наколькі можна, паразмаўляем з людзьмі. Вось бачу групу мужчын. Добрый дзень, можна з вами пагаварыць? Жывы эфір, Радыё Свабода. Скажыце, адкуль вы прыехалі сюды? Мы с Минска. З Мінска прыйшлі, так? А шмат... Да, я шмат чуў, што сюды людзей зганяюць. Ці это правда? Ці вы добраахвотны? Кажется, эти люди добровольно пришли. Кто хочет, пожалуйста. А дзе вы працуеце? В Минске. А кім? Вам для чего? Каких целей интересно? Цікава, якія людзі. Слесарь. На якім заводзе? На нашем тракторном. А чаму вырашылі? На МТЗ, так? Ну, Минский тракторный завод. А чаму вырашылі прыйсці сюды? Как, почему? Ну, во-первых, наша страна свободная. Каждый свое волеизъявление хочет решить. Каждый какой смотрит. Несколько дней назад здесь люди бегали, кричали и высказывали свое мнение о том, что нужно изменить страну. А к чему изменить страну? Мы станем лучше работать? Или нам что-то даст? Что-то? Нет. Каждому своими руками что делать. И если мы каждый своими руками что сделаем, у нас будет все хорошо. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Вы не згодны з людзьмі, якія хочуць памяняць штосьці? Почему? Я тоже хочу поменять. Что? Но я не хочу менять силой все. Мы планово меняем все. Мы работаем. Каждый человек работает, каждый что меняет. А что вы асабіста хочаце памяняць? Я хочу поменять, чтобы у меня в стране было спокойствие. Чтобы я вечером не боялся выходить с семьей своей. Как сейчас. Выходишь, люди бегают, кричат. Непонятно, молодежь бежит. И вы посмотрите, сколько молодежи вчера участвовала. Подростки, которых 16-17 лет, которые никакого голоса своего не имеют. А они просто кричат. Что они могут решить, скажите? Где те взрослые люди, которые принимали решения, голосовали? Почему-то их нету. Вот и всего лишь. А вы ходили на выборы, голосовали? Конечно. За кого можно? Да? Президент проголосовал. Чему за его меняет? Ну, это единственная кандидатура на данный момент, которую я видел, которая может изменить в нашем государстве. Тихановская много предлагала, интересного предлагала, но ее желание на полгода всего лишь. Через полгода я уйду. Государство, кто не имеет никакой стабильности, как дальше работать? Не будет стабильности, не будет работы. Что мы будем делать? Вот Тихановская Светлана все молодец сказала. Через полгода я ухожу. Вот она через полгода ушла. Дальше что? Кто будет править страной? Разбросать? У нас Украина показала. Люди до сих пор разобраться не могут, что делать с страной. Другие страны, где так называемые прошли оранжевые революции, цветные революции, мира нету. И те, кто говорили, что там плохие люди, на них сейчас молятся и говорят, да, были неплохие руководители. Так зачем? Хочу еще у вас спытать про разгоны этих акций протесту, про брутальные деяния милиции, как вы до их ставите? Я вам скажу так. Данный вопрос, конечно, интересный, с подоплекой, но разгон милиции. Милиция выполняет те задачи, которые должна была выполнять. То, что там проходили провокации, я не сомневаюсь, видели. Надо просто смотреть те люди, которые смотрят передачу, вас смотрят, вы пытаетесь раскрыть, показать все полностью. Надо смотреть не одну прессу, 2, 3, а лучше 4 обозревателя посмотреть.
Каждый показывает своей стороны. И каждый имеет свою правду и право. То есть как медаль. Она двухсторонняя. Слева медаль, справа. Каждый имеет свои какие-то оттенки. Поэтому один показал с одной стороны, с другой стороны. А когда эту картинку сложить, пазл, тогда каждый для себя поставит, я не хочу никому сказать, кто-то прав, кто-то виноват. Но были показаны красиво, даже ваше телевидение было, радио в интернете было показано, как молодежь подбегает, толкает и убегает. Но извините, если вашу супругу, детей кто-то ударил, вы что сделали бы? Ну, я не женатый, то мне Вы не тяжко. женаты, вашу девушку, І дівчини вони. друзей. Вот ваших друзей подошли и ударили. Вы будете стоять? Я думаю, що всі дії мусять бути у рамках закону. Правильно, вы будете защищать. Поэтому тут, я думаю, должен решить вопрос все-таки юридическая часть. Законодательство должно принять решение, кто прав, кто виноват. Ни в коем случае не надо на этом поднимать вопрос и говорить, что вот они виноваты все полностью. Или наоборот, эта сторона виновата. Надо решить юридически, законно, кто же все-таки был виноват. И тогда будет правда. А поднимать народ на то, что давайте побьем всех, извините, давайте уберем всю милицию полностью с города. Что будет в стране, в городе? Вы же сами хорошо знаете. А вось гэта все-таки шмат зараз фотаздымкаў ёсць людзей, якія выйшлі з Кресціна, яны ўсе збітыя. Вы ці бачылі вы гэта? Что про это Есть думаете? люди побитые. Но опять же, после удара дубинкой резиновой синяк в любом случае будет. Побиты. Многие говорят, но опять же, никто из них не вышел на телевидение и сказал, я хочу дать вот так же открыто обращение, что меня побили, тогда. Вельмі шмат таких людей. Учора Почему-то только написано фотографии и текстовка. Пускай человек скажет. Меня побьют, я пойду и скажу, я заявление напишу, что меня побили. Будет заявление, протокол. И пускай уже, решает опять. уже шмат таких заяваў. Они же в суд подали заявление? Прокуратуру? Подали? Так. Прокуратура решает вопросы? Все. Вот они пускай решают, прокуратура. Я не могу принять решение, я не видел реальной ситуации. Опять же, эта картинка двухсторонняя. С одной стороны вы показали, с другой стороны другой поставил. Третья компания показала свое мнение. И каждый пытается накрутить что-то, получить. Поэтому здесь нужно быть нейтральным, посмотреть реально и принять решение единственное правильное. Чтобы ни в коем случае народ не свести ни с кем. Вот самое страшное, что... Хочу спытаць ще про МТЗ. Былі навіны, што МТЗ збіраецца баставаць. Бачыў я тут людзей з МТЗ на плошчы Незалежнасці ў пятніцу. Что скажете про это? Так, МТЗ, бастовали часть людей. Люди предложения вносили свои. В каждом коллективе, в тысячном коллективе будет всегда 100-200 человек, которые высказывают свое мнение. Оно может быть мнение противоположное всему коллективу, но это не мнение коллектива ни в коем случае. Поэтому, если кто-то сказал, это их право. У нас демократическая страна, каждый скажет свое мнение, никто им не запрещает. Но большая часть людей же работает и понимает, что если он не будет работать сегодня, то завтра он не получит зарплату. Тоже не получит. Завтра МТЗ будзе працаваць ці забастоўка? Завтра будет работать. Вот сегодня мы на выходные, воскресенье день пришли своего президента поддержать за мир, чтобы никаких не было, не дай бог, там боевых еще действий. И в понедельник дальше будем работать. А тут шмат людей с МТЗ? Порядком. Вы можете поспрашивать, многие вам скажут, что все находится. Дякую вам. Добрый день. А кто вы, откуль? Вот этот товарищ очень много наговорил того, чего не было. Я 9 числа ехал домой в 73-м автобусе возле Стена. Это возле еще ездили автобусы. Но я думаю, выйду. Я ни в каких партиях не состою. Я вышел. Спрошу такое. Люди возмущены. Людей много было. Потом стали приезжать эти автозаков очень много. Космонавтов этих много. ОМОНовцев очень много. Но я там стоял. Меня не трогали. Правда, один маленький ОМОНовец все время, я тебе, а я там вот в гражданском был, с рацией. Я говорю, командир, вот это хочет меня, он открыт, я тебя прибью. Он говорит, деда не трожь. И мы стояли, женщины 3 стояли, у меня записи есть. Вот вы говорите, я в прокуратуру написал заявление, генеральному прокурору. Слушайте дальше. Мы стоим, и тут команда, и стали они хватать. Я достаю телефон и начинаю снимать. Вот такого дядьку, как вас, хватать, он убегает, второго убегает. Стоял парень,
ну вот чуть дальше, чем они. Худенький парень стоял. Он даже не кричал. Никого, ничего. Подбегают вот такие вот ребята, как вы, здоровенные, валят его. И вот так вот наотмашь. Не то что, а наотмашь. Запись есть? Да, есть. Возьмите, пожалуйста, запись. Есть запись. У меня есть. Передайте, пожалуйста. Да, я вам. И стали его бить. Я с ним подбегаю, и мы с женщинами подбегаем. Говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Мне по телефону. И, ну, не сильно. Но у меня он спицы в ногах. И он меня 2 раза ударил, я упал. Женщина говорит, вон там ваш телефон. Это что? Это что? Одну минуту. Я слушай, не перебивал, не будьте Скобеевой, которая задаст вопрос и не дает ответить. Дальше. И я пошел к перекрестку. Возле перекрестка стояла машина. Милиции никакой не было, только вот эти в масках и ОМОНовцы. Все в масках. В машине сидело 2 милиционера. Ну, там большие звезды. Или подполковники, или... Я подошел, говорю, что это творится такое? Он мне, ну, не матом, иди отсюда, покуда вы, иди отсюда, отойди от машины. Я говорю, как вы разговариваете? И я стал на перекрестке. И там много этих киборгов стоят, ну, этих. И они говорят, дед, уходи. Я говорю, куда уходить мне? И со стороны планеты шли эти со щитами. Вот, один к одному, вот так вот, со щитами. Все убегают от них, все убегают. Когда метров 50 было, да, там парень один. Вот я останусь, и он, все. А этот космонавт говорит, дед, уходи. Я говорю, куда мне уходить? Что я уходить буду? Кто ты такой, что ты мне командовать? Нету никакого положения. Я стою. И когда метров 50 было, парень стал снимать. Подбегает к нему по телефону, хватает и поволокли. А я тогда говорю, убивайте меня. И вот они шли эти, со щитами шли, которые. И вот оставалось, ну вот так. И спасибо, что один из этих киборг такой подбежал вот так странно. И они нас обошли. И пошли там на горе уже, где музей, побежали туда бить этих людей. Ну это что? Никто никого не... Я вам скажу, что надо было сделать. Не надо было отдавать приказ бить людей. Люди покричали бы, на второй бы день тоже покричали бы. Но когда я увидел, как они гранаты эти... Вы знаете, какие взрывы были? Такие взрывы были. И там говорят, я потом пошел, а меня подвезли до... Вот тут вот, до этого. Ребята, женщина подвезла меня. И я иду, и возле московского, там, райисполком, знаете, да, Начканова, райисполком. Стоят 2 милиционера, гражданский такой, как вы, только помоложе, наверное. С таким... Да, ну такой... Вы... Нет, вы такой более-менее спортивный, хоть и полный. А тот уже пузико у него такой, как я понял, чиновник. И стояли 2 ОМОНовца. И я говорю, можно к вам обратиться, товарищ майор? Дословно. А этот гражданин, это не майор, это подполковник. Я говорю, во-первых, я с вами не разговариваю. Я плохо вижу, темно, час ночи был. Можно найти этих людей. И я говорю, что это такое, людей бьют. И мне вот второй, который, этот молчит. Видно, начальник, но тоже. А тот говорит, пишите заявление. И этот начал орать, вы майданутые, вы придурки. Я говорю, а ты кто? И он тогда со ступенек подлетает ко мне, хватает меня за оскорбление. И я тут, я говорю, поехали, вези, расстреливай меня. И вот этот ОМОНовец, этот... Сейчас. Этот ОМОНовец, который подполковник, он и подходит и вот такой, бах его. Пойдемте, говорит, не обращайте внимания на дурака. И он... Скажите... Это что? Что это такое? А вы видели, я вам могу, вы видели, что творится это Останино, или как людей спины, попы, ноги разбитые? Это что? Это что такое? Моя мать здесь в подполье была, ее арестовали, она жива осталась, благодаря, что не выдала, не американцы. Она мной беременная была, когда их освободили. Ее еще в КГБ тягали. Она жива осталась, что это самое, что никого не выдано. Ее не посадили. Это что? Кто это такое? А сейчас я вам скажу такую вещь. Осенью, помните, выборы были? Да. Выборы были. Я тоже наблюдатель был, я эту заставил. Снимать нельзя. Я доказал, что снимать можно.
А почему нельзя снимать? Почему народу нельзя посмотреть, что там? Дальше. И там парень, если вы помните, показывали по интернету, он увидел там... Ой, я уже нервничаю. Скажите, а вы откуда? Сейчас Где я вы расскажу працуете? эту историю. Очень, очень важный момент. Этот парень увидел, как одна мадам хотела бросить пачку этих бюллетеней. И он говорит, что вы делаете? Как это? И все. И она убежала. Что Александр Григорьевич на следующий день сказал? Не помните? Я вам напомню, по телевизору это крутили несколько раз. Нет, чтобы ему премию дать, а этих арестовать. Он сказал, оторвать голову и поломать руки. Как это? Как это? Это президент сказал на всю страну. Я не слышу, не могу сказать. Я всегда принимаю решение одно. Сейчас я закончу. И вот буквально недавно, на днях, молодцы телевизионщики, что это показали несколько раз. Он что сказал? Ну, если догнали, повалили, и он лежит, дословно, и он лежит, не бить, а избивать его не надо. Значит, тот, кто лежит, избивать не надо, а мы с вами стоим, а мы с вами сидим, значит, нас можно избивать? Это президент сказал. Вы представляете, если бы это президент сказал где-нибудь в Америке? Или... Я в Америке 3 раза был, я знаю, там тоже есть проблемы. Ну, это нормально. Но Я не знаю, что говорили, что сказать. Нормально, нормально. Ваша точка зрения одна. Я не смотрел передачу. Потому что я не скажу, так или не так. Нет, так по телевизору это крутили, даже вчера утром Люди, показали. которые работают, телевизор мало смотрят, поверьте. А? Если вы дома сидите на пенсии, вы смотрите. Я работаю. Нет, не важно, так это же Как по это не телевизору показывали днем и ночью. И вечером Люди показывали. после работы отдыхают. Ну, а зачем телевизор тогда? Зачем? А почему не Выходные показывают? посмотреть. Так вот достаточно вот этих 2 его фраз, чтобы я за него голосовал. Я раньше, я не в партиях не состою, я еще раз говорю. И мне, Тихановский, мне не очень нравится этот парень. А за что его арестовали? Вы видели? Он просто шел, его схватили и поволокли. И говорят, а милиционер он даже не дотронулся. Говорит, он там бил кого-то. Ну это что это? Ну это Скажите, откуда вы, где вы живете? З Мінська? уроженец города Минска. Вот. Чому ви сюди прийшли? Чому ви сюди прийшли? Я пришел посмотреть на этот балаган. Вот и все. Заводы, все люди. Вот смотрите, вы говорите, Тихановская 6 числа захотела митинг там. У нее была площадка, у нее все было. А там железнодорожников запустили. Ну как это? Она кандидат, она должна выступать. Она мне тоже не очень нравится. Она должна везде, и дорога должна быть открыта. Ей не дают. Ее арестуют. Арестовывают этого бабарыка, банкира. Мне банкиры не нравятся. Цыпкана, говорят, сейчас завели уголовное дело. А как же вы их пустили в президенты? А если бы он выиграл? Захотел увидеть. Ой. Ну, А? народ же захотел увидеть бабарыка. Так, у нас тут дискусії. Зараз ми вам покажемо, що відбувається на трибуні. Там тепер почалися виступи. І виступає хтось. Хто мені сказати складно, бо вели мейнстрим. Зараз послухаємо ми виступи. Главная проблема и главный позор – это тем, кто подсчитывал голоса таким образом. Кто лизнул задницу, этого делать было нельзя. Даже если Лукашенко выиграл, это не 80%. Нельзя было плевать в лицо белорусскому народу. И эти же полиции, которые пристроились, они сделали это против Лукашенко. Это люди, которые его предали. Те, которые подсчитывали эти левые голоса. Это люди, которые его подставили. Это не друзья ему. Я за мир в моей стране. Я за то, чтобы здесь нормально ходили люди. Я против того, чтобы в ОМОН кидали камни, стреляли петардами. Это люди, которые одели мундир, и они обязаны защищать порядок. Но я категорически против, когда людей уже арестовали, издеваться, избивать их на месте заключения. Это тоже неправильно. Это тоже дети, это наши белорусы. Поэтому я предлагаю, мы не можем сейчас изменить результаты выборов, но мы можем создать независимые комиссии для того, чтобы расследовать все преступления, которые произошли в результате этих выборов. Потому что ни в коем случае нельзя допустить гражданскую войну в нашей стране. А это придет к этому, если мы не будем слышать другую сторону. Но мы должны это решить сами, без Запада.
без Востока, только внутри Белоруссии. Я за нашу единую, независимую Родину. Я не хочу, чтобы здесь произошел второй Майдан. Я не хочу Донецка, я не хочу Афганистана нового. Здесь должно быть мирно и спокойно. А для этого люди, которые за это отвечают, должны вести себя порядочно и по-человечески. Никаких избиений людей, которые уже подняли руки, быть не должно. Никаких пыток и прочего. Надо выпустить тех пацанов, которые по глупости или как-то по своему убеждению попали в тюрьму. Их надо выпустить и решать вопросы за столом переговоров. Нельзя отмахиваться от людей. Ну, толькі што выступаў чалавек, не бачылі мы праз вялікую колькасць яго, хто гэта быў, але выступаў чалавек, які назваў фальсіфікацыі на выбарах здрадай Лукашэнкі, а таксама выступіў супраць катаванняў над затрыманымі падчас пратэсту. Неадназначна яго выступ быў спрыняты. Тут збольшага людзі маўчалі, напэўна, ад нечаканасці. Слухаем далей. Что інший выступаўца зараз. Белорусы всегда своей мудростью отличались, что верховный народ и не пропустит этих американских прихвостней. Но пасаран, говорил Че Гевара, они не пройдут. Смотрю, этого срама! Вам пасаран! Друзья, товарищи, я приехал сам из города Пожар, Алексей. Я работяга, трудяга, который вкалываю, вожу руки, флот, кровь, все отдаю ради этой земли, для того, чтобы выходили мои дети. Сидела супруга дома, не боялась за меня, и там где-то я... Мое мнение, работа и труд, все перейду. За Беларусь! Дорогие земляки, белорусы, я очень люблю Беларусь. Я знаю, что вы тоже ее любите. Ось зараз ближэй падышлі, мы паказваем вам выступаючых, яны прадстаўляюцца. Я тружусь простой рабочей на предприятии. Я тоже много чем недовольна. У меня маленькая зарплата. Я чувствую себя незащищенной. Но я против этих беспорядков. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Вот я работаю. Так, вось зараз жанчына прамаўляе, а кіруе гэтым свабодным, напэўна, гэтым мікрафонам Геннадзь Давыдзька. Не была на море. Дорогие мои, любимые земляки, белорусы, помогите мне осуществить мою мечту. Пожалуйста, давайте успокоим свои горячие головы. Пожалуйста, давайте не допустим непоправимого. Давайте не будем переходить эту красную черту, после которой нам всем будет плохо. Понимаете вы это? Давайте успокоим свои горячие головы. Давайте немножко подумаем, как нам жить дальше, как нам строить свою Беларусь. Пожалуйста, не надо этих забастовок. Ведь мы живем за свой труд. И если остановится экономика, нам всем будет плохо. Нам не будет кормить чем наши семьи. Пожалуйста, задумайтесь об этом, дорогие мои земляки. Я вас очень всех люблю. Я люблю нашу Беларусь. Пожалуйста, давайте успокоимся. Давайте мирно решать те противоречия, которые сейчас есть. Я не буду вспоминать Донбасс, я не буду вспоминать Украину, которая раздавлена и растоптана. Я не буду вспоминать Югославию, которой уже нет. Пожалуйста, мы самая мирная, самая добрая нация в мире. Это знают все. Пожалуйста, давайте жить мирно. Не допустим раскола общества.
Можно с вами поговорить? Пожалуйста, давайте жить мирно. Я хочу, чтобы меня услышали все белорусы. Вітаю вас, Григорій. Я дуже важко розмовляти, я вибачаюсь. Я розмовляю українською мовою, тому що я з України. Мабуть, ми навіть з вами зустрічалися. Мене звуть Вікторія Кохана, я композитор, я музикант. Я дуже люблю вашу публіку, дуже люблю вашу країну і ваш народ. Я не змогла, на жаль, може на щастя чи на жаль, я не знаю, мовчати. Мовчати просто неможливо. Я вам хочу сказати, що ми всі сьогодні, всі, і я, і ви, я думаю, що всі, хто сьогодні тут нас чує, бачить і слухає, ми всі зібралися, тому що ми дійсно любимо Білорусь. Ми дійсно любимо цю прекрасну, чудову країну. Я вам хочу сказати, С вами поговорить? Я занята, слушаю человека. це Не мешайте. найбільший скарб, який ви маєте. Можно с вами поговорить? Не мішайте, пожалуйста. Можно поговорить с вами? Радує свобода. Скажите, ось, ну, чому ви тут? Откуль ви? З Мінська чи не з Мінська? З Минск. Заводской район. Заводского района. Працюєте де? А де працюєте? Лехотранс. Чому ви вирішили сюди прийти на цей мітинг? Ну, спать хочу я. Ну, уже неделю не сплю, уже по 4 часа. Ну, шум, гам этот, постоянно устал просто от этой гадости всей этой. Не спите чому від мітингів? Бегают, кричат, ругаются, там, не знаю, что-то бегают под окнами. Уже устал. Мать моя уже в деревню съездила, давление поднялось. А спокойствия нету, просил по-нормальному, не понимают. Думал, хоть ты шурупов каких накидай, ну, свои же люди, белорусы, понимаете. Подумал, да. Думаю, лучше так выскажусь. А ви ходили, спробували розмовляти з тими, хто протестує? Да. А они ничего. Дыкают и показывают. Я говорю, поспать, уже говорю, поспать дайте, ради бога, на проспекте. Говорю, по 4 часа сплю. Уже с понедельника. Ну, что видите по мне? Що ви думаєте про вибори? Ті люди не згодні з їх виниками. Думаєте, що було справедливо? Свой выбор. Но я свой выбор сделал. Я дал голос за президента действующего. Ну, за спокойствие, за них. Не хочется что-то менять. Понимаете? Постоянство, ну, чтобы было все нормально, все хорошо. У вас все добре? В любой семье есть, конечно, проблемы. Но так добро. Сыт, накормлен, чист, как говорится, ну, подстрижен. Ну все. Ну, лишнего нету, конечно. Ну, поэтому, что есть, то хорошо, добро. Чтоб не отняли. Хочу спитати ваше ставлення до цих жорстких розгонів, до збиття людей на Крестіна. Чи ведаєте про це, що думаєте про це? Не знаю. Бачить так бачу, уже ладно самое. Но я предупредили не идти, я бы не пошел. Понимаете, у меня духа революционера нет такого. У меня лишь бы, говорю, как вам сказать, как мой сосед говорит, у меня тогда свято, когда выпью, поем богато. Чтобы было все в магазине, в холодильнике, чтобы дети радовались, улыбались. Все, что мне треба. Ви думаєте, ці жорсткі діяння чоловіків, це оправдано? Ну, тут уже просто коса на камень пошла. Где-то что-то было. Ну, извините. Ну все. Дякую вам. Нема таких продуктів, нема нічого. Я кажу, що я дуже часто тут буваю. Я тут виступаю. Протягує тут виступати українка, яка представилася композиторкою. Звертається до всіх присутніх на українській мові. Не дозвольте іншим людям вас Бачу я так само вже в перших шерегах такий стяг це проходили. з георгіївської стужки, таких помаранчево-чорних кольору. Зараз покажемо вам. Так само він є. Бачу я нечто подобне на Я вам дуже вдячна. Я хотіла сказати, що я вірю, що святкуванні 9 травня, Дня Перемоги. Це так званий безсмертний полк, ось якраз з такими стягами там люди приходили. І ось бачимо ми його і тут. Ось ще пойдемо, пошукаємо охотних розмовляти. Пирогилев, мирные,
О, сестры Груздєви. Зараз ми вам їх покажемо. Свободные, нормальные девушки, которые первые столкнулись с попытками Майдана у нас в соцсетях. Пришли люди, которые обзывали нас последними словами, сравнивая с грязью, грязь нас убить, потопить, делать с нами всякие бесчинства. Мы просим вас, мирные любимые белорусы, не допустите Майдана, который был в 2014 году, и который мы смотрели со своего телевизора. Вы знаете, друзья, я хочу что сказать. Как сделать, вынести из этой встречи максимальную эффективность? Знаете как? Когда каждый из вас в соцсети сегодня и на протяжении последующего месяца будет Добрый день, можно с вами поговорить? Добрый день, можно поговорить с вами? Да, скажите, пожалуйста, откуда вы, из Минска, ці приехали? Нет, я из Минска, А чому ви решили сюди прийти? потому что я голосовала за действующего президента, и это мое право прийти сюда. Я хочу поддержать власть. Мне нравится наша страна, мне нравится, как я жила до выборов, мне не нравится то, что происходит. Но при этом всем я против избиения людей, это да. Что вы ведаеце про это збіццё людзей, адкуль вы атрымалі пра гэта інфармацыю? Официальные новости и, конечно же, интернет-каналы. Як вы думаеце, чаму такое адбылося? Хто ў гэтым вінаваты? Не совсем услышала вопрос. Як вы думаеце, хто вінаваты ў збіцці людзей? Нельзя обвинить одного. Всегда в ссоре виноваты оба. Всегда оба. Як вы думаеце, ці будуць эти злачынствы расследаваны? Это збіццё людзей, загінула некалькі чалавек, уже вядома. Конечно, будут. Послушайте, я вот считаю, конечно, что на представителей власти нападать нельзя. Конечно, в ответ будет агрессия. Но и избивать людей, которые задержаны, да, были, ну, вы их задержали, они митинговали, что-то они нарушили. Допустим, их, да, задержали, но избивать их так жестоко нельзя. Это да. И это любой человек в стране скажет, что жестокость применять нельзя. Вы сказали, што галасавалі за дзеючага кіраўніка краіны, а чаму вы вырашылі за яго прагаласаваць? Еще раз можно? Вот чаму вы вырашылі за Лукашенко прагаласаваць? Чаму такі быў ваш выбор? Почему? Я голосовала за него, потому что, знаете, исходя из своего жизненного опыта. Во-первых, я не родилась в этой стране, и мне, казалось бы, должно быть все равно. Но я живу здесь, здесь родились мои 3 детей, у меня есть благо, которое я получила, я построила квартиру, мои дети занимаются спортом, я не боюсь, да, хоккеем, все 3, при том, что у меня очень средняя зарплата, да, но я не боюсь их выпускать на улицу, им никто не предлагает наркотики, они гуляют у меня одни. Я, в принципе, я довольна всем, почему я должна быть против? Моя семья, да, мне нравится, я хожу по городу Минску, я любуюсь нашим городом, я живу здесь 18 лет, город меняется на глазах, ездят... Я сюда пришла поддержать действующего президента для того, чтобы не было разделения в обществе, что кто-то за, кто-то против, чтобы не было агрессии ни в одну, ни в другую сторону. Потому что у каждого человека есть свое мнение. Чаму вам пратэсты не падабаюцца, тыя, якія людзі? Яны таксама маюць сваё меркаванне. Если я правильно поняла, да, все люди имеют свое мнение, да. Але тыя людзі, якія пратэстуюць супраць вынікаў выбараў, таксама маюць сваё меркаванне. Так, конечно, конечно, и они приходят, митингуют. Сейчас собрали митинг тех, кто за, да. И я эту ленточку не собираюсь снимать и бояться. Я также запостила это в Инстаграме. Хотя на меня оказывается некое агрессивное давление, что ты вообще молчи, ты же за Лукашенко. И я терплю, надо быть терпимым. И у них есть свой голос, у меня свой голос. Як вы думаете, это выборы были справядлівымі? Іх вынік такі, які ён быў, альбо былі фальсіфікацыі? Ну,
без улыбки комментировать нельзя, но я думаю, большинство все-таки было за него, потому что регионы за него. Есть вся наша семья, мои родители голосовали, мои сестры, некоторые коллеги с работы. Скажу вам, что есть очень много тех, которые против, да. Ну, как бы они тоже должны быть услышаны. Но и я не хочу бояться, не хочу того, что если я вдруг приду на митинг тех, кто против, да, мне в ответ скажут: иди отсюда, что меня не вытолкают с толпы. Ну, как бы так. Дякую велике вам. Всього доброго. Чергове міркування, популярне тут, що варто підтримати діючу что люди выступаюць супраць гвалту тут адначасова, не хочуць, каб адбываліся якіясьці перамены у палітычным, эканамічным, напэўна, таксама ладзе. Прамаўляюць тут пастаянна людзі, так наколькі разумею, это адны з супрацоўнікаў розных прадпрыемстваў з розных рэгіёнаў, але, напэўна, не зусім добра іх чуваць. Запрашалі нас тут паразмаўляць зараз з Сегдатам і Дзеджы. Это, калі хто не ведае, турэцкі бізнесоўца, які падаў суд на Валера Цапкалу. Учора стала вядома, што супраць Валера Цапкала збуджаная крымінальная справа, ён аб'яўлены ў вышук Беларусі і ў Расіі. Абвінавачваюць яго ў атрыманні хабару. Падрабязнасцяў іншых пакуль няма. Тут чалавек зараз выступае, кажа, што прадстаўляе аграрны комплекс Радзеншчыны. І паведаміў нам, што там добрыя ўраджаі і таксама шмат мяса і малака. Зараз паспрабуем яшчэ паразмаўляць з вашых маладых хлопцаў. Добрый день, можно с вами поговорить? Як вам митинг? Хороший митинг, поддерживаем президента. А вот вы откуль сами? Из Минска. А где учитесь, працуете? Что? Вы учитесь, працуете? Работаем. Где? Завод, электромеханический завод. Сами сюда доброходно пришли, никто вас не примуть? Никто даже не приглашал. Знали из интернета. А чему вы решили прийти сюда? Ну, потому что видим, что происходит в стране, как страна катится в пропасть из-за акций протеста. Поэтому решили поддержать стабильность и сохранить страну, территориальную целостность в том числе. Думаете, это назвать? Потому что начинается разделение на своих и чужих. Бело-красно-белые и другие. Мы жили нормально все время. У нас была единая страна. Сейчас ее пытаются разделить. Не хотим этого. В принципе, до этого я на митинги никогда не ходил, но сейчас надо поддержать. Сейчас такое время настало. А вы ходили на эти оппозиционные митинги поглядеть что-то? Только мимо проходя видел, что это, творится беспредел полнейший. Конечно, там есть люди, которые выходят по каким-то убеждениям, но идет информационная война, которая их просто-напросто туда стягивает и зомбирует. Это, называется промывание мозгов. Это мое мнение. А про разгоны этих митингов вы что-нибудь чули? Про то, как силовики дзейничали? Про разгоны, да. Разгоны немирных демонстраций, конечно, поддерживаем. То, что туда могли попасть люди, которые были случайными прохожими, это, конечно, одобрять нельзя. Не давали пройти людям, если люди идут с работы, у них нет путей обхода, они попадаются под эту горячую руку. Конечно, насилие — это плохо, тем более к людям, которые вообще не причастны. Естественно, тут оценка, однозначная. Ёсць ужо сотні фактаў, тысячы нават, калі людзей збівалі проста ў міліцэйскіх участках, пастарунках, руусах, на акрэсціна. Гэта таксама правакатары? Если людей избивали те, которые в милицию кидали камнями, на агрессию, как говорится, была применена агрессия. Потерпелые кажут, что их сбивали милиционеры. Я не знаю об этом. Про это ничего не ведаете?
Но я знаю, что избивали тех, кто применял насилие в сторону милиции. Вот, поэтому тут сказать что-то негативное про милицию я не могу. Таких людей можно сбивать на Крестина, ну, которые применяли некое сопротивление? Нет, избивать, пытать никого нельзя, конечно, это однозначно. Вот, но если они, как сейчас говорят, запугивают семьи, там, детей, милиционеров, то просто чисто по-человечески, ну, как-то параллель какую-то можно провести. Забивать? Если тут начнется Майдан, легко и просто. Дякую вам великі. Ось такое меркаванне саме мы пачулі. Майдан не один раз тут прогучаў у наших размовах з людьми. Раз падыдзем, паспрабуем яшчэ бліжэй да сцэны. На самой справе тут вялікая колькасць людзей і цяжка нават нам бліжэй падысці. Я 5 суток молюсь. Я ночами проводил вот здесь, смотрел. У меня есть такая привычка, в день выборов я всегда делаю небольшой нарез. И Бога прошу, чтобы это была единственная кровь в моей родной стране. Со всего мира мне звонят друзья, все обеспокоены. Что происходит у вас? Тенгиз, как люди не ценят... Тенгиз Думбадзе выступае зараз, депутат. Былы тэлевядоўца, зараз депутат Палаты прадстаўнікоў. Легко было сделать так, чтобы у нас ни преступности, коррупции, гражданской войны нет ничего. Бачыцца зараз, колькі тут людзей. Яшчэ адзін расійскі сцяг у мяне тут побач з намі. Зараз паспрабуем пагаварыць з чалавекам, які яго трымае. Не дай Бог, потом будет поздно. И мы все рискуем, что наша маленькая, но очень красивая, гордая, свободолюбивая страна, которая называется Беларусь, может вообще пропасть с политической карты. Я хочу, пользуясь случаем, что здесь выступал замкомандира ОМОНа, попросить вас, я очень вас прошу, вы и гаранты стабильности, но не забывайте, что на той стороне не чужие люди. Это тоже наши люди. Это тоже дети наших братьев, друзей. Сегодня общество раскололось. Много наших друзей по ту сторону. Не ведаю, ці чуеце вы слова прамову Тенгіза Думбадзе. Так, толькі што згадаў ён, што выступаў тут адзін з кіраўнікоў мінскага АМАПу, і Тенгіз Думбадзе кажа, што з іншага боку пратэстуючыя там гэта таксама беларусы, і ён выступае супраць гвалту, супраць апанентаў дзеючай улады. Я готов вот вам крест взять на себя эту ношу, стать посередине этого противостояния. Лишь бы за такую Беларусь, лишь бы мы были вместе. За Беларусь! Прапанаваў Тенгіз Думбадзе сябе ў якасці пасярэдніка, заявіў, што гатовы стаць пасярэдзіне супрацьстаяння, і што дакладна меў на гэтым на ўвазе, цяжка зразумець, бо скончыў ён прамову сваю. 9 мая я приезжала в Минск. Для меня было важно... Добрый дзень, а можна з вами пагаварыць? Ось вы трымаеце расійскі сцяг, а чаму вы решили з расійскім сцягам прыйсці? Потому что я из Витебска, потому что я считаю, что это наши братья. И я считаю, что мы один народ, и нас ничего не может разъединять. А вы з Витебска приехали сюда, да? Я уже ответил на этот вопрос. А где вы працуеце там? Я работаю индивидуальным предпринимателем. А чаму вы думаете, что нехта хоча раз'яднаць зараз беларусаў і расіян? Але... Я вижу по поступкам ваших коллег, по тому, как вы освещаете действия, которые происходят в моей родной республике, в моей родной стране. И я вам скажу так, я горжусь тем, что я белорус. Белый сын родного простора, край мой вышний, любимый сосуд, он вместилище Божьего слова. Я горжусь, я белорус,
Страны небольшой, но великой. В ней для всех путь познания открытый. Да, я горд тем, что я белорус. На этом я бы хотел завершить это интервью с вами, если это возможно, и послушать людей, которые приехали из других частей моей любимой родины. Дякую вам. А, еще, единственное, вы можете вклеить. Молодой человек, я считаю, что на белорусском языке нужно не только уметь разговаривать, передавая слова, нужно еще и понимать всю глубину нашего великого языка. И я считаю, что на белорусском языке нужно заслужить право разговаривать. Белорусский язык — это язык созидания, это язык мира, но никак не проявление агрессий, не вывода людей на демонстрации. И я считаю, что коли ты вывела людей на демонстрацию, неси за это полную ответственность. А чому ви на білоруській мові не розмовляєте? Это мое право разговаривать на русском языке. Білоруською ведаєте? Я считаю, мое право разговаривать на родном языке. Так, дякую вам. Всього доброго. Ось така розмова відбулася з чоловіком з Вітебська, який приїхав сюди з російським стягом. І з його слов так прихильно ставиться до білоруської мови. Протягуємо тут переміщатися по этом пляцовці на площі Незалежності. Нагадаю, ми знаходимося зараз на мітингу, організованим уладами. Люди з усієї країни тут присутнічають, відомо, що з усіх областей, і навіть не тільки з обласних центрів, так само з райцентрів з'їжджалися або були звезені сюди, бо є шмат повідомлень про організовані автобуси, так само тягники навіть. Я хочу обратиться к тем, которые раскачивают нашу молодежь. Подумайте хорошо трижды, стоит ли это делать. Есть такая поговорка: кровь людская не водится, ею не напиться. Поверьте, лучше разговаривать, лучше общаться, чем друг друга бросать камни, чем, понимаете, та молодежь, которая выходит, она подвергает, ставит угрозу не только своей жизни, не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. За процветающую Беларусь! Короткие промовы, звичайно, тут по несколько хвилин не протягиваются, меняются выступовцы. Вельми хутко. Да, розмовляем еще с людьми. Добрый день, можно с вами поговорить? А чему? У вас такой плакат пригожий. Наш президент. А чему вы такой плакат тримаете? Потому что Лукашенко наш президент. А чим він вам подобається? Сегодня мы говорим о том, что наши Неохотно вельми розмовляють удільники цього мітингу. Шмат хто з їх, до речі, ось тримає такі плакати. Вони, ось, крім того, що там на плакатах тих виявлено, то більше, напевно, нам нічого не хочуть і говорити. Бачите ви, що до самого проспекту на тому є люди, ми там не були, бо на самій справі тяжко тут пройти. Ну, некалькі тисяч чоловік докладно тут махчима навати. Каля 10 велика кількість людей тут знаходиться. Урач зараз виступає, розказує про досягнення білоруської медицини, про якісну допомогу і добре слово, яке лечить і калечить одночасово.
от наших граждан. А, конечно же, мы ожидаем, это безусловно, ответственного отношения за свое здоровье и за свою жизнь. И не в меньшей степени, чем граждане, мы ожидаем доброго слова. И достойно совпадали. Оно дает нам возможности во главе с нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Но за каждыми возможностями стоит длинный, долгий, кропотливый труд. Поэтому я вас всех призываю к ответственности на своих рабочих местах, к вдумчивости, к... Видите, потеряла все слова от такого изобилия глаз и эмоций. Но мы, медицинские работники, видим напряженность, психологическую напряженность и в обществе, и среди нашей медицинской общественности. Но мы не делим людей на своих, чужих. Мы всем без исключения оказываем медицинскую помощь. Мы вместе, мы за Беларусь! Добрый день! Вот эти прекрасные слова, которые сейчас слышит вся страна, эти прекрасные слова заключаются всего лишь в нескольких слогах. Беларусь! 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 Добрый день. А с вами можно поговорить? Не понял. Можно поговорить с вами? Добрый день. Вы из Минска альбо приехали аднекуль? Мы приехали з усёй Беларусі, каб адстаяць сваю незалежнасць. А вы адкуль приехали? Менавіта з Магілёўскай вобласці. А якая мясцовасць? З Кіровска. Кіровска, так? А чаму вы вырашылі? Даволі далёка, чаму вырашылі прыехаць? Чаму вы вырашылі? Таму што я не ведаю ніводнага чалавека, каму можа падабацца тое, што зараз адбываецца. Што менавіта вам не падабаецца? Чаму? А ўсім не падабаецца, што чамусьці сталі адны беларусы з аднаго боку, другія беларусы сталі з другога боку. Для беларусаў гэта неўласцівая рыса, і такога ніколі не павінна быць. І хто гэта робіць, гэта вельмі свядома. Дайсці да каляровай рэвалюцыі вельмі лёгка, потому што мы людзі цывілізаваныя, ёсць улада, ёсць канстытуцыя, ёсць закон. І ён менавіта і будзе тым аплотам, на які будуць раўняцца ўсе беларусы. Як мы жылі? Нядрэнна, добра, всемірна. А зараз ідзеш па вуліцы і думаеш, чаму ты не можаш трымаць гэтага колеру сцяжок, а ён павінен быць другога. Знаете, я быў таксама на мітынгах праціўнікаў, і яны кажуць, што я самае што вы, што таксама не хочуць рэвалюцыі. У гэтым вінаваты, мы вінаваты, яны вінаваты. Усе мы людзі ў гэтым вінаватыя. Разумееце? Чаму? Напрыклад, ідуць сёння ўсе з дзяржаўным сцягам у калонах і показваюць адзін палец уверх, яшчэ нейкія фігуры. Вы бачылі, каб я ехала ў машыне, нехта другі ехаў у машыне і паказваў тым, хто стаіць з шаром белым, калі ласка, гэта права чалавека, ці з кветкамі. Мы таксама гэта паважаем. Ідуць з лозунгам, ніхто не стаіць побач, не аблівае гразю, і заўтра прыйдуць, і што будзе, ніхто не скажа. Аб гэтым трэба гаварыць, і вы гэта цудоўна ведаеце, таму што вы ўсё гэта, прэса, падаграваеце. Я думаю, што дастаткова. Я вам сказала ўсё, што хацела. Ось адбываецца зараз, все людзі масава пайшлі да сцэны. Зараз мы паглядзім, хто там. О, Александр Григорьевич Лукашенко зараз тут.
Вялікі ажіотаж викликало його з'явлення. Бачите, що відбувається, ті аплодисменти. Сподіваюся, почуємо, що він скаже. Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли. Мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земчане. Трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы, именно тогда, в середине 90-х, мы на вас, гродненцы. Спасибо вам, минчане. Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость. Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что завтра в школу. И у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внуков к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками, и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел вон из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов лошадей. Я не сторонник улиц и лошадей. Я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. К сожалению, здесь, в парламенте, мы уничтожили то, что было дано нам Богом, свою огромную, великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы просили кусок хлеба, вы просили $20 заработной платы, вы просили запустить, раскрутить заводы, спасти их, вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село.
чтобы вы могли работать в деревеньке, чтобы было молоко и мясо и хлеб на этих минских прилавках. Просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили тогда не отнимать у крестьян землю. Вы просили не уплатить платную медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу. Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное, независимое государство впервые в нашей истории. Время выбрало тогда нас, и мы это сделали. К вам и не только, вообще не к вам. Я хочу обратиться, называя их на «вы», к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и, может быть, кого сегодня нет на площади. Я хочу спросить у вас, чего хотите вы сейчас? Первое. Каких что будем менять? Вы хотите реформ? Нет. Скажите, каких? Завтра начнем. Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках. Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация. Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их. От Вильнюса до Киева мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Это Ланцуг, санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х, и за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы.
Новое правительство. Его составим уже за рубежом. Целых два. Не могут разобраться, кто приедет с нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море. И сейчас в Америке сидит одно из них. 3 их там. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать. Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять в плетки. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет, без меня, я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду то, что создано нашими с вами руками на его уничтожение. Этому не бывает. Но у меня, как и у вас, у всех и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве. Плохо, совсем, хорошо, лучше, но на своей земле, своим умом. А теперь не хотите, но я вам должен это сказать, поскольку вы приехали сюда из далекого Брагина. Вы приехали из Малавии. Вы приехали из севера нашей страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности сказать вам всем. Да, вы проводили жесткий путь. Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Власть такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это. Пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями, мы брали оружие, ворюги бандитам, которые убивали наших людей. Но не за полгода всех убрали. И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки молодежи Минской, вы об этом хоть слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки? Они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю, 32 банды, которые мы уничтожили, вот с этими ребятами, ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли на фронт. Молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши жены. $20, Александр Иванович, 20. Детей кормить нечем. Мы дали... Вы просили учить детей. Вы просили лечить людей.
детей. Учим и лечим. Лечим не может других, как показала история недавняя. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки, учителя, врачи, творчая интеллигенция. Пойдите, возьмите голову в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Мы не остановили страну, ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят за это нас. Меня и сегодня еще упрекают. Не той шлях, а посмотрите на них. Нема социальной дистанции. Дистанцировались они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду. Они наплевать хотели на маски и дистанцию друг от друга. Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел. При всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну, кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Не может быть. Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал, окунемся в это болото. Не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы, погибнем, и этого хотят там, за границей. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улице. Так кто? Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил. Власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы, как всегда, горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы, перевернем страну. Всем, кто стал рядом с Лукашенко, предупреждаю, играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция способны защитить себя сами и защитят и свои земли. Не трогайте учителей, им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей, они не должны сегодня из красных зон, еще ковид никуда не ушел, приходить куда-то и оправдываться.
Не трогайте журналистов, государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай Бог что-то случится, ответите сполна. Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну, мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем. Но я реалист. Я реалист. Послушайте меня. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью. Страну не отдадим. Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно. Сегодня и позавтра будут за нас думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали. Поддержать не только меня, но и защитить страну. Не жалейте этого времени, что вы потратили для того, чтобы приехать сюда, в центр. Дорогие друзья, ценность вот этого более чем 50-тысячного действа еще и в том, что меня вдохновляет. Вы этим показали, кто в доме хозяин. Мы слышим их голоса, мы понимаем это меньшинство, но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением. Они кричат: нет, уходи. Не вопрос. Не вопрос. Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Четверть века я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. Не вопрос, не вопрос, не вопрос. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить? Не вопрос. Но убивать и обтирать они будут нас и наших детей. Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять? Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь. Не убивайте свое будущее своих детей собственными руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, настало время вам решать. Я хотел бы спросить у них, что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. И помните, загубите и Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого.
обращаюсь к ним. А вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер. Потому что, как учит история, на пепелищах будущего никогда не построите. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сегодня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать. Мы ни от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом. Мы со всеми вопросами разберемся. Я вас предупреждал. Выборы будут интересными. А после выборов будет еще интересней. Как в воду смотрел. Берегите, берегите Беларусь. Берегите, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили свой путь вот до сегодняшнего дня. А им что оставим? Время серьезное. Время очень серьезное, поэтому я вас сюда позвал. Я вас позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы вы поддержали сегодня людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее. У него где-то в домах не прошло, где-то заболел, где-то уже помер. Но я живой и буду жить. Спасибо, что вы показали, что вы хозяева избрательно, вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут помнить то, что вы собрались здесь. Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни. Вы этого заслужили. Ничего там не получится. Вы никогда не восстановите страну. Спасибо вам, ветераны, за вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня верой. Спасибо вам, солдаты нашей армии, за мир и покой. Спасибо вам. Александр Григорович, будинок Дому Раду. Вельмі емоційна така промова, схвалювана, я б навіть сказав би. Рішення таке, чую, з вуст Олександра Лукашенка. І ось він сходить зараз у будинок Дому Раду, розвітується ще з людьми. По його словах, тут 50 тисяч чоловік сьогодні зібралося. Ну, бачу. Ховається Лукашенко вже у будинку Дому Раду. Так, зараз передаю поки ще слово колегу Антону Трофімовичу, який у іншому місці Мінську зараз знаходиться. Переключаємося туди.
Донецка к проспекту Незалежности. Мы находимся недалеко от вулицы Козлова, паміж станцыяй метро і Клуба Колоса і плошчы Перамогі. Вось апошнія паўгадзіны, што мы тут стаім, вось вы проста бачыце на ўласныя вочы бясконцы просто поток людзей ідзе па праспекце, ўсё гэта мітынгоўцы, а зараз просто вы бачыце гэта колькі метров, например, 30-метровы чырвоны-белы сцяг, які несут гэта людзі. Добрый день, адкуль вы ідзеце і куды? Идем из города в город. Это наш город. Добрый день, Радио Свобода, живая трансляция у нас. Распавядзіце, як далёка вы стартовали и як долго идете по проспекте? На самом деле мы не очень далеко сейчас стартовали, мы вышли буквально с Якуба Колоса и будем идти до Стеллы, до самого конца, вместе со всеми за нашу любимую Беларусь. Як у вас уражение того, что вы тут бачите? Мне это очень напоминает огромный праздник, где люди друг другу рады, где люди друг друга любят и сплочены какой-то одной прекрасной целью. Вось у гэтай хвіліны Александр Лукашенко выступае на плошчы Незалежнасці, і ён сказаў, цытата, што зараз на вуліцы павылазіла шмат дрэнні. Я не очень понимаю, что он хотел этим сказать. Ну, этот человек очень мало разумного говорил в последнее время, да и в целом, как всегда. И то, что он по-прежнему пытается свой народ унизить, даже в эти минуты, когда полностью вся страна сплочилась, говорит только о том, что ему страшно, и больше в целом он слов найти не может, кроме как продолжать гнобить свой народ. Уходи! 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 Мне бессенсовно описывать, что тут отбывается, вы все бачите. Добрый день. Радио Свобода, живая трансляция. Распавядзіце про свой плакат, калі ласка. Про что еще раз? Про свой плакат. Я против нашей власти, против кровопролития и против того, что творится у нас в стране. Поэтому я говорю, уходи. Народ не простит ту кровь, которую он сотворял на улицах не только Минска, но и всей Беларуси. Вось сёння, выступаючы на плошчы Незалежнасці, Александр Лукашенко казаў пра тое, што калі б не было разгону дэманстрантаў, то сёння людзі гарбаціліся б ад іншых, што яны сталі б залежнымі ад кагосьці. Вы хотите, чтобы я прокомментировала? Мне кажется, то, что говорит наш президент, вообще бред полнейший, ему не стоит верить. Што є у вас увогуле чаканне ад сённяшняга дня? Я думаю, от того, что он собрал бюджетников и свозил в Минск, я думаю, это такой отчаянный поступок. Он видит, что массы против него, и он уже последнее, что может сделать. Дякую вам. Вось тут на скрыжаванні з вуліцы Козлова людзі ідуць у розныя бакі, нехта ідзе ў цэнтр, а нехта збольшвае па праспекце Машэрава да Стэллы. Добрый день. Радио Свобода. Распавядзіце, што у вас, які у вас уражанні ад вось гэтага ўсяго шэсця? Я ганаруся сваім народам, вельмі. Я таксама вельмі ганаруся. Ну, гэта мы бачым першы час за ўвесь час. И мы спадзяёмся, что... Гэта не просто так, и гэта нам дапаможа зрабіць, каб у нашай Беларусі было ўсё справядліва. Я не памятаю, як на беларускай мове, каб усё было чэсна. Бо мы таго заслугоўваем. А у вашым уяўленні чэсна, гэта як мае быць? Гэта што павінна быць у краіне? У краіне не сфальсифицированные выборы. Честные выборы, уход Лукашенко, змена законодавства, свобода палітвядням, полный разгон АМАПа, это одразу без всяких умов. Дякую вам. Дякую вам. Праспект Незалежнасці перакрыты для руху. Вось тут стаіць пост ДАІ, і людзі пераходзяць проста па зямлі, хоць тут няма пешаходнага пераходу.
Большасць все ж таки адпраўляюцца туды ўправа, збольшага ўправа з праспекта у бок стэлы. Там, нагадаю, праходзілі мітынгі, пратэсты ў ноч з 9 на 10 жніўня пасля прэзідэнцкіх выбараў. Добрый день. Можна Рада Свабода? Скажите, чаму люди не ў цэнтр ідуць, а туды да стэлы? Вы таксама накіроўваецесь? Потому что это место сбора всех людей, которые желают мирного неба над головой, честных выборов и чтобы все политзаключенные были на свободе. Ну вот сегодня Александр Лукашенко сказал, что аккурат мир это то, чего он хочет, что он хочет заховать. И вот про это кажется перед людьми, которые собрались на площадь Незалежности. Мы не знаем, от кого он хочет его заховать, но мы за мир, мы мирные люди, мы ничего плохого не делаем. И единственный человек, от которого нас нужно заховать, мы сами знаем, кто. Распавядзіце, перакладзіце з ангельскай мовы, можа не ўсе гледачы проста ведаюць. Что это означает? Справедливые выборы не найдены. Як магчымыя справедливыя выборы? Ці будете их шукать? Мы постараемся, мы, по крайней мере, постараемся это сделать и сделаем все, что возможно. Дякую, дякую вам. Ребята, мы молодцы, смотрим. Мы пойдзем таксама вось з асноўнай часткай людзей, якія з праспекту збольшылі на праспект Машэрава, які вядзе роўна да стэлы. Добрый день. Рада Свабода, у нас живая трансляция. Скажите, калі ласка, ці можете прыгадаць падобнага маштабу ўвогуле мерапрыемству ў Менску? Сне. Что? Только у сне. Я не памятаю таких мероприемств у Минску. Як вы лічыце, чаму падобнага раней не было, а зараз, я не ведаю, тут просто тысячи людей ідуць? Люди отчувают себя единым народом, нацией, а не отдельными людьми. Ці была інфармацыя пра тое, што ізноў жа аўтазакі, вадамёты ў горад прыязджалі, ці няма нейкага страху у вас сёння выходзіць было на вуліцу? Мы уже не можем больше бояться. Уже нема никаких сил бояться и чакать. Чакать и бояться. Як вы думаеце, што сёння ўвогуле ад сённяшняй гэтай імпрэзы варта чакаць? Што здарыцца сёння? Я не ведаю, что здарыцца, але я спадзяюся, что мы зразумеем, что нас шмат. Добре, дякую вам. Дякую вам. Власть полицая. Чему вы так называете Владу? Да, что не видно по его поступкам. Только полицаи могут так поступать. Кто? Только фашисты-полицаи. Это не наш президент. Вообще, кто такой Лукашенко, я его не знаю. 80% официально сказала Лидия Ермошина, он набрал. Она перепутала фамилии на процентах. И Ермошина тоже потом ответит за все это. Это моя позиция. Я за Тихановскую голосовал. И я буду продолжать борьбу за нее. Скажите, на початку тыдня были, особливо по ночах, это нагадывало такие боевые подеи у Менску. Фашисты, гестаповцы просто. Он сравнивал оппозицию с этим, а оказалось, он и есть тот самый фашист. Фейки. Вот самый главный фейк в Беларуси — это Лукашенко. Ці вы чакалі, што вось пасля гэтых брутальных падзеяў можа перарасці ўсё ў такое мирное шествие, як сёння мы з вами назіраем? Так у нас всегда были мирные шествия. Всегда. Он провоцировал всех со своими псами, ОМОНовцами. Вот так. Дякую. А покажите, калі ласка, что вам дали? А это нам дали вот такой вот стикер. Мы его повесим у себя в подъезде. Потому что мы за свободу, за новые выборы, за честные выборы. За честные выборы, да, именно за честные выборы. Да. Потому что... И мы хотим, чтобы наш голос услышали. А те выборы, якія прийшли, ви їх справедливими не лічите? Конечно, я не нет. лічу эти выборы справедливыми, бо это фальсификация.
Вы знаете, на нашем участке, когда я увидела эти данные, которые 188 за Тихановскую и 767 за Лукашенко. Это вообще, у меня прямо чуть сердце не разорвалось. Еще и 91 за Конопатскую. Вообще не знали, кто это такая. Из 91. Так что мы идем отстаивать свои права. А ви ввогуле коли-небудь виходили на політичні маніфестації? Я ніколи зусім на вибори не ходив, не лічив гэта патрэбным. А зараз вот у 2020 году это мои первые выборы, я более терпеть не буду и не могу. 50 лет, першие выборы у человека. Ось на мітингу за Лукашенко, який тепер проходить, кажуть, що на вулиці протестувати виходить тільки молодь. Скільки вам годов? Мне 56 буде у кастричнику. Ці шмат ви бачили так само людей сталого узросту, коли зараз йшли? Очень много. Знаете что? Мне 54 года. У меня 4 внуков. Вот какие теперь бабушки. И я хочу, чтобы мои внуки жили в свободной, хорошей державе, у свободной державе стране. И не боялись ничего. И чтобы они потом, когда выросли, не уехали в другую страну, а чтобы жили здесь. И чтобы я от них видела, не так, как я смотрю, теперешние пенсионеры по 75 лет с тряпками ходят и говорят, надо помочь внукам, деткам, правнукам. Я так не хочу такой старости. Я хочу, чтобы помогали мне внуки. Верите в то, что кажете? Верю. Вот я верю. И я верю, я очень верю. Самое главное верить. Так оно и будет. Дякую вам. Спасибо вам. Спасибо. Радио Свобода. Мой любимый репортер. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось на мітинг, який проходить на Площі Незалежності, усі бачили, що людей привозили техніками, автобусами. Ці вас сюди так само звозили? Нет. Ну, конечно, нет. Мы просто хотим высказать свою гражданскую позицию. Мы просто хотим выходить мирно гулять по городу и не бояться, что нас передавят автозаком. Нас сюда свозил трамвай за талончики. Все честно. Ось так само на мітингу за Лукашенко казали, що ті люди, які зібралися у підтримку Олександра Лукашенка, вони виступають за мир. Ці вы не выступаете за мир? Нет, мы так само выступаем за мир. Мы все за мир, и мы не против тех людей, которые собрались. Как бы мы не агрессивно к ним настроены. Ну да, у них мнение отличается от нашего, но мы все равно, мы же все хотим честности и мира. Что они, что мы. Люди здесь выступают за свободу, за независимость и за какие-то инновации в стране. Потому что нас застой и разруха. А вы с этим сами сутыкаетесь с застоем и разрухой в своем житии? Педагог, поэтому да, очевидно, когда в детских садах у нас зарплаты по сколько, $100, дай бог, пускай будет. Вот, поэтому с этим всем стыкаться, когда игрушки ты делаешь своими руками детям для того, чтобы они играли. Поэтому хочется каких-то перемен, хочется чего-то нового. Вы сами робите цацки своими руками для детей в дитячем садку? Да, именно так. Различные. Чому не виділяють гроші на це? Потому что у нас нету в государстве денег для детей. А які ввогуле ось настрої серед людей, які в бюджетній сфері працюють, як ви? Які настрої серед людей у бюджетній сфері, які працюють, як і ви? Все хотят перемен, на самом деле. Многие боятся выходить, но просто нужно показать им, что мы мирные, мы за мир, и что мы хотим просто каких-то изменений, каких-то перемен, действительно. Дякую вам велике. А тут ми становимся свідками того самого білоруського протесту по правилах. Горить червоне світло, тому кілька тисяч людей не йшло, усі стоять і чекають, покуль дозволене світло світлофором включиться. І вже просто такі історичні думоздимки шмат хто бачив, як люди розвиваються, щоб піднятися, щоб стати на лавку під час протестів. Добрий день. Радіо Свобода. Скажіть, ось, якою правду вам не стає? Правда о том, что белорусы вместе. Мы все вместе, мы показали миру, что люди могут просто объединяться на общественных началах без
помощи и без принуждения сверху государства. И вот как бы солидарность между друг другом, консолидация белорусов в том, что все вместе, люди просто вместе. Ну вось доўгі час навязвалася ідэя таго, што беларусам патрэбная моцная рука. Что они сами не могут организоваться. Могут. Последнее время, последние полгода показало, что белорусы просто на своих общественных началах объединяются на какой-то идее и готовы дарить свое время, свои деньги, свои силы, свои знания для того, чтобы улучшить этот мир, улучшить какую-то часть, которую они видят в этом. И в этом сила людей, и мы, как Беларусь, ну и в целом в мире волонтерские движения показывают, что люди готовы объединяться для какой-то идеи, для улучшения, для созидания. И белорусы вот сейчас просто массово консолидировались для того, чтобы показать, что все вместе, люди вместе, без разницы, кто ты, где ты, как ты. Главное, что вот все вместе. Дякую вам. А зараз попрошу оператора показать ось на тим боку вулиці. Добрый день, можно вас на хвилинку? Скажите, вы войсковец? Да, я служил еще в Советском Союзе. Чему вы решили со стягом войсковым выйти сегодня на эту акцию? Поддержать акцию, я, в принципе, за перемены. И за мир в том числе, конечно, чтобы было. Чтобы не было у нас такого насилия, беспредела. Сярод ваших былых сослуживцев, какие зараз политичные погляды? Я, вы же понимаете, это 84-86 год, это сколько лет прошло. То есть у меня друзей, конечно, кто и есть, остался из знакомых, те, конечно, тоже солидарны, как и все, в принципе. Бо, звичайно, лічилося, що силові структури, вони віддані владі і підтримують цю владу. Навіть військові пенсіонери, бо їх пенсії високі, і лічилося, що вони акурат та підтримка Олександра Лукашенка. Я думаю, так, да. Когда я еще служил в Советском Союзе, у нас много человек, которые служили. Я служил в Мариной Горке, 5-й отдельной бригаде специального назначения. И после армии у нас многие пошли сначала в ОМОН, но потом через какое-то время многие поуходили, я знаю, разочаровались. Потому что, был такой период тоже, 90-е, под 90-е годы. То есть, я не знаю, многие там и оставались, наверное, то есть... Люди, которые, может, отслужили Афган, то есть у людей тоже психика, может, у некоторых нарушена была. То есть, и многие, может, из-за этого как-то. А ви у спецназі служили? Так. Як ви ставитеся до того, що зараз військовців притягують до розгонів? Ці, можливо, таке було у ваш час? Не, при Советском Союзе, конечно, такого не было. Я считаю, это неправильно, конечно, тоже. Поэтому я с флагом, поэтому я с людьми. Дякую вам. Тем более армия не должна, я не знаю, милиция тоже, конечно, не должна так поступать с мирными людьми на улице. То, что было видно и то, что мы все видели. Так не должно быть. Дякую вам. Так, зараз там ніхто йде з музичним супроводженням. Може бути, дочекаємося разом з тою гучною часткою шестиподіум. А там ви бачите людей на ходулях у білим і червоним кольорах. Можно с вами поговорить? Радио Свобода! Скажите, пожалуйста, коли апошний раз на ходулях выходили на протест? Никогда. Первый раз. Чему вы решили? Потому что надо расти вверх и всегда развиваться. Надо расти вверх. И надо не бояться. И мы показываем свою солидарность со всем, что происходит. И нам не безразлично будущее нашей страны. Да, я подпишусь под словами моего оппонента. Мы не боимся. Мы будем вместе с людьми. И
творчество не знает границ. Я думаю, как и для всех окружающих, для всех это наш сейчас такой происходит большой праздник. И поэтому, если мы можем своим присутствием сделать так, чтобы у людей была улыбка на лице, это дорогого стоит в наше время сейчас. Дякую вам. Ось справді з певного моменту шестя стало нагадувати. О Боже, так. А це вже не той 30-метровий стяг, який ми бачили на проспекті Незалежності. Це, ведаеце, мені тяжко навіть оцінити. Тут на колькі ноги. Скажіть, откуль ви несете цей стяг? Я на ўсходзе долучыўся до гэтых людзей. Відаць, гэта з Данамолу прыйшлі. Тобто ад усходу вы ідзеце з гэтым стягам? Так. А станцыя метро «Усход»? Ну, я прыехаў са Смолевічу, каб далучыцца до калоны з усходу. Таму што я жыў на ўсходзе, я хацеў са сваімі людзьмі прайсці разам. Дякую вам. А можна... Добрый день. Скажите, якой даўжыні гэты сцяг, ці ведаеце? 100 метров. 100 метров? Да. А адкуль ён, хто яго пашыў? Минска. На маяке Минска стартовали. Кто пошил, не знаю. А вы дзе доўчыліся? На маяке мы живем, на маяке. І пешкі прыйшлі вось ажно са станцыі метро «Усход»? Да, да. Чаму вырашылі вось да гэтага сцягавай часткі долучыцца? Ну, нет сил уже смотреть на все происходящее. Хочется быть с народом. Бояться надоело. Все, хочется перемен. Калі, на вашу думку, вось перемены, якіх вы хочаце, пачнуцца? Прежде всего, чтобы прекратилось насилие и освободили всех заключенных, политзаключенных. Вот. И честных выборов. Дякую вам. Ось як нам розповіли, це 100-метровий червоно-білий стяг, які люди несуть со станції метро «Усход». Вы з «Усходу»? Да. С «Маяка». Ребят, пускай Лукашенко ответит на два вопроса. Кто хочет забрать нашу страну? И кто ее не хочет отдавать? И меня здесь не будет. Пускай он ответит на два вопроса. Кто ее хочет забрать и кто ее не хочет отдавать. Все. Живи Беларусь! Тут рух яшчэ не перакрыты, по одной полосе ездзяць аўтамабілі. Можа быць небяспечна, але аб'язджаюць. І наколькі я разумею, гэта пакуль самы доўгі бела-чырвоны-белы сцяг, які з'яўляўся на вуліцах Беларусі апошнім часам. Дагэтуль 70-метровы сцяг быў на вуліцах горадні гэтымі днямі, які прынеслі праз увесь цэнтр горада. А тут ён ужо 100-метровы. Добрый день. Вы не ведаеце, хто пашыў гэты сцяг? Адкуль ён узяўся? Я не ведаю, хто пашыў, но вельмі добрую справу зрабіў. Со станції метро «Восток». Вы таксама адтуль ідзеце? С «Маяка», да. Это нехта з жыхароў «Маяка»? Самые главные, да, организаторы с «Маяка». И мы все подключились и пошли уже оттуда все сюда. Калі апошні раз до палітычных акцый увогуле долучаліся? Мне всего как бы 22 года, и на самом деле это первая такая политическая акция, в которой я принимаю участие. И для меня на самом деле это, наверное, самое главное единение белорусского народа за все, наверное, 26 лет. Потому что если бы это случилось раньше, все бы изменилось гораздо раньше. Як вы думаете, чаму раней гэтага не адбылося, чаму гэта зараз стало магчыма? Такого единства раньше не было белорусского народа. Я не знаю, по какой причине оно случилось сейчас, но я очень благодарна Марии Колесниковой, Светлане Тихановской, а также Веронике Цыпкало, которые все-таки взяли на себя эту ношу и смогли
так сказать, перамагчы, на самой справе перамагчы. Вот. И, конечно, все эти 3 дня, которые были для нас, на самом деле, очень большой болью, потому что когда люди... Сейчас люди просто... Уходи! 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 На самом деле, все 3 дня протестов, которые были после 9 августа, это на самом деле большая боль всего белорусского народа. И все, кто считает, что с нами надо было пожестче или еще что-то, честно, я их не понимаю, потому что люди пострадали, некоторые люди погибли, и это никогда белорусский народ не простит просто так. Ну, Александр Лукашенко сказал сегодня отворотно. Он сказал, что калі б не разгон демонстрантов на этом тыдні, то люди были б, як это сказал, что те, кто собрал сегодня площадь Незалежности, яны были бы залежные от тех, кто выходит на демонстрации. Я считаю, это абсолютная чушь, потому что... Сейчас, секунду, я обойду. Потому что мы потом заметили, когда вышли девушки, когда понятно стало, что это все мирные акции, все это мирные протесты, мы не сгодны, по-белорусски уже скажу. Вот, это же видно, что никто не идет ни с оружием, ни с никакими коктейлями Молотова. Когда сказало Министерство внутренних дел, что человек умер от самодельного устройства, это полнейшая чушь, потому что уже появились видео, где человек умер от огнестрельного оружия. Вот, в общем, меня просто бомбит, извините. Вот, это несправедливо, и я хочу, чтобы Беларусь была свободной. В первую очередь от Лукашенко, потому что, по-моему, национальной свободе погрожает только он. Вот так. Дякую за ваше міркування. Живи, Беларусь! Зараз покажу вам, наскільки великий натовп рухається до стели, до скрижування проспекту Переможця і Машерова у Менську. По ободву боках проспекту Машерова просто цяжка, немагчыма нават блізка ацаніць у тое, наколькі шмат людзей зараз туды рухаецца. Добрый день, Радио Свобода. Дякую. Вось з кветкамі вы ідзеце. Можете распавесці пра шмат каго ўражвае менавіта жаночыя акцыі, якія былі у сераду, по-моему, пачаліся. Что вы на гэты конт думаете? Я ходила, я хожу за себя, я хожу за свою сестру, которая живет в Дубае, и у нее нет возможности проголосовать или высказать свое мнение, потому что там ничего не знают. И я отсылаю ей фото и видео, чтобы она распространяла там среди наших граждан, среди русских граждан, чтобы они тоже видели, что происходит. Привет, Сашка, у нас все в порядке. Я против насилия. Я считаю, что нельзя на безоружных людей бежать с дубинками, кидать в них гранаты, нельзя убивать. Я за моих братьев, за моих отцов, за моих сыновей. Я люблю белорусов, я горжусь этой страной, я горжусь заводчанами, я горжусь всеми, кто вышел сейчас на улицы. Спасибо журналистам, которые это освещают. Держитесь, ребята. А что вы думаете на конт людей, которые сегодня автобусами приехали, зараз на площади Незалежности находятся? Я думаю, что это и есть те самые 3%, которые голосовали за нынешнюю власть, а не те 85%, которые ему нарисовали. Вот что я о них думаю. Почему вы решили, что нарисовали 85? Я не верю в то, что подсчет голосов был честным, потому что мой голос у меня украли. Я знаю, что на нашем участке голосовали за Тихановскую большинство, а по факту нам ЦИК показал, как будто бы это не так. Я не знаю никого, кто голосовал бы за Лукашенко. Среди своих знакомых? Да. И коллег?
Да. А старейшие батьки, бабули, дядули? Нет, они все уже давно поменяли свое мнение. Хотя когда-то давно кто-то считал, что он хороший президент. Як ви думаєте, чому навіть эта категория людей змінила своє міркування до діючої влади? Ну, я думаю, потому что они смотрят, что происходит во всем мире, что они понимают, что молодежи нужно развиваться, нужно стремиться к чему-то большему, что нет возможности заниматься бизнесом, нормальное образование получать. Нам этого не дают здесь. Они видят это, они понимают, что это будущее их детей, их внуков. И, наверное, поэтому они, и глядя вот на эти страшные подавления мирных протестов, они поменяли свое мнение. Дякую вам. Нагадаю, ми від площі Якуба Колеса йдемо разом з колоною людей, які рушать сьогодні до стели. Був обвішаний марш свободи у Мінську. І ось тисячі людей з різних вулиць підтягуються і рушать до місця анонсованого збору. У той час, як на площі Незалежності проходить зустріча, мітинг людей, яких привезли автобусами, техніками з усієї країни ось на мітинг у підтримку Олександра Лукашенка. Добрый день. Скажите, як давно вы тут стоите? 15 минут назад встали, даже минут 10. Ці людей было меньше, больше, ну, насколько вы оцениваете? Мы идем с Академии наук, и людей все больше, больше и больше. Хотя вроде идешь в толпе, и толпа не прекращается, она только как-то все больше, 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 организованнее, организованнее. Всі ви чекали, что что подобное может сегодня быть? Нет, я ожидал, что будет массово, но что это настолько будет массово, я даже не мог себе представить. Як думаєте, чому ось люди, ну, тисяч людей, чому ось вийшли сьогодні? Ну, посмотрите, у людей все написано на руках, все плакаты, транспаранты, там все написано. А ви чому вирішили? Я чему вырушил? 26 лет, во-первых, это много, но даже не беря 26 лет, я ненавижу, когда людей обманывают как первоклашек. То, что творится в нашей стране, то, как фальсифицируются выборы, то, как человек с синими пальцами пытается усидеть на стуле, я считаю, это ненормально. Это не европейская страна, это вообще страной назвать сложно то, что происходит у нас. Но мы видим, люди сплотились, и как эта ситуация сплотила белорусский народ, это неимоверно круто. Всю неделю, начиная со вторника, мурашки бегают по телу, не останавливаясь. Это фантастика. Что, вось, ну, за гэты тыдзень шмат падзеяў было, але што з гэтага вас больш за ўсё ўразіла? Ну, вось, якая падзея ці чысь учынак? У любого нормального человека больше всего то, что происходит в наших тюрьмах, в наших РОВД, это нельзя смотреть без слез. Это ненормально. Дякую вам. Хорошего дня. І гэта насамрэч не ўсе людзі, якія зараз ідуць па Менску. Вось з паведамленняў я бачу, што мы самі спачатку бачылі, што некаторыя не збольшвалі сюды на праспект Машэрава, ішлі далей у бок Кастрычніцкай плошчы. А таксама проста з усіх вуліц, з мікрараёнаў, з паўднёвага захаду, уздоўж праспекту Дзяржынскага, адусюль ідуць пешкі люди. Добрый день.
Скажите, чему вы решили сюда забраться? Смотреть. Які ураження того, що ви бачите? Натхняє вельми. Що? Вельми натхняє. Ці могли передбачити. Произойдуть переміни. Якого кшталту? Які переміни? Ну, все худшей, так усе закручується, що вельми хутко. Сподіваємося. Скажите, что СММщик, который ведет Инстаграм БТ, больше вы не видите. чому? А що здарилося? Все, это я больше не виду. А ви на БТ працюєте? Да, не снимайте. Так якби ми в живому ефірі, ви ж все ровно сказали. Привет. Чому ви працювали на БТ, чому більше не працюєте? Я завтра буду писать заявление на увольнение. В этой стране должна быть любовь, должна быть правда, должна быть свобода. Я всю жизнь жила при этой власти, я все время молчала. Я хочу сказать бывшему президенту, что ему пора смириться с тем, что его больше не признает народ и не признает. А які ось опошні тижні, які настрої були серед ваших співпрацівників на Белтелерадиокомпанії? Разные. Есть люди, которые боятся. Есть, которые настроены радикально. По-разному. Люди боятся, потому что страх у них уже в костном мозге. Они к этому привыкли. Но сейчас люди начинают просыпаться. Потому что, как на кольце Соломона, и это пройдет. И, видимо, это проходит. А ці бачили кого-небудь ще серед колег на мітингах в опошні дні? Да. Ну, имена, конечно, не буду называть, но да. Але зустрікали? Конечно. Просто, вельми цікаво, а про вчорашні події ви ведаєте? Ці ви там були? Конечно, я там была. Внутри ці звонку? И внутри, и снаружи. Но я считаю, поднимать руку, когда выходишь из дверей БТ, это не проявление героизма. Проявление героизма — это выйти сегодня и прийти к Стелле. Дякую вам. Дякую вам. У вас завжди. Ось такими розривами люди йдуть виключно про те, що стоять і чекають на червоне, на зелене світло світлофора. Я еще курю, Добрий день. Добрий день, Рада Свобода, жива трансляція. Розповідіть, чому лічите Тихановську вашим президентом? Тому що ми її вибрали на свободних виборах. Але наші голоси украли. Як ви ведаєте, ці ваш голос так само скрали? Так само. Павел Дуров у Телеграмі провів вчора і сьогодні альтернативний опрос. И за Тихановскую проголосовало 82% отсотки. Это амаль такі самі виники, які показали тільки на користь Олександру Лукашенку у Центральній виборчій комісії. Так.
але ўсё наадварот. Вось на праўладных мітынгах, які сёння праходзяць, кажуць, што на вуліцы выходзіць толькі моладзь. Ці шмат людзей? Я не моладзь. И вы не молодь? Нет, и мы не молодь, нет. А почему вы решили выйти? Потому что глухонемой за 26 лет должен заговорить или нет? Мы заговорили, мы ждали этой чудесной жизни 26 лет. Мне 53 года, 26 лет просто... Ну, не знаю, куда, в мусорку. Поэтому это правильно. Мы дождались свободы, радости, счастья. Экономика будет только процветать. Мы не будем кормить чиновников, этих бездельников, которые ничего не могут. Потому что в чиновники идут люди с отсутствием всех талантов. Они ничего не могут, только кивать головами, как ему, или отдавать дурацкие приказы. Все. Мы не можем. Мы... прекрасный, образованный, интересный, талантливый, креативный народ должны слушать вот эту чушь постоянную, которую несет. Я не хочу говорить-то колхозную, потому что колхозники прекрасные люди, сельское хозяйство, но это отвратительно слушать безграмотного, ничего не смыслящего ни в одном вопросе человека. Это отвратительно. А мы, посмотрите, какие мы красивые. И мы хотим такой же красивой, счастливой, свободной жизни, когда мы высказываемся спокойно. И нас слышат, и нас слышат. Спасибо огромное. Мне 53 года, я приехала из Гомеля, и я учитель. И я горжусь, что я не участвовала никогда в этих акциях. И у меня прекрасные дети. Вот они все, вот молодежь, это мои дети. Вы адмыслова з Гомеля сегодня приехали на гэты марш? Я приехала сразу после выборов. Я здесь неделю, вот я шла к этому дню неделю, специально приехала. Муж здесь живет, а я в Гомеле. Как бы. Но он минчанин, я вот. И я специально в воскресенье проголосовала после обеда и быстренько приехала в Минск и начала здесь уже, я участвовала во всех цепях солидарности, везде. Ну вот только, под пулями не ходила, как бы это мужское дело. Вот. А так, вот я шла неделю к этой победе. Я поддерживала своих гомельских, и завтра я уезжаю вот с этой победой и привезу ее в Гомель. И уже там, как профессиональный человек, творящий свободу и свое будущее, я буду там говорить и доносить до всех, кто еще спит. А увогуле вельмі шмат жа нараканняў было акурат да сістэмы адукацыі, якая фактычна была таким выканаўцам гэтых выборов. Так и есть. И я говорила об этом очень давно. Они, может быть, не все школы, но они выполняли его заказ. Вот просто зеркальное отражение его, калька. Вот так же ты должен сидеть на совещании, кивать. Все, свое мнение. Нам директор говорит, не нравится, все на рынок. Так вот сейчас они пойдут на хлопковые поля. Пусть они поработают. Кто они? Вот те, кто, я не знаю, наверное, там они преступники, их надо судить. Но я считаю, что они преступники. Именно они, вот эти председатели комиссии, виновны в смерти и в крови наших людей. Если бы они, мы просили, просто честно посчитайте, ничего же от вас не требуется. Если бы они посчитали честно, отбросив свой страх, потому что, мы все боялись. Свободно. И если бы они сказали, нет, я на это не пойду, то этой трагедии, горя и ужаса не было бы их руки в крови. И я представляю, как я сейчас приду на и я скажу, я с преступниками не буду здесь. Вот. Честно, прекрасные тоже. Спасибо вам огромное. Спасибо. Колонну людей праз каля палацу спорта зараз мы знаходзімся, і вось вы бачыце, як гэтыя людзі кіруюцца ў бок стэлы. Тут з аднаго боку праспекта яны знаходзяцца, з іншага боку праспекта яшчэ больш так візуальна людзей. Мне падаецца, нашы корэспандэнты, якія непасрэдна ля стэлы знаходзяцца, перадаюць, што там вялізная колькасць людзей бачылі гэта ўжо, напэўна, і там у іх праз ужо узнікаюць праблемы з сувяззю. А я вось выходжу зараз разам з аператарам
на такі узгорак ля палаца спорту і бачу на ўласныя вочы, колькі людзей зараз ля стэлы. Мы цяпер станем ось так і зумам, дапамогай зума вам пакажам, каб вы змаглі ацаніць так збоку, як гэта выглядае. Гэты мітынг, які сёння адбываецца ля стэлы, ля новага музею Вялікай Айчыннай вайны. Вось вы проста зараз бачыце так, з дапамогай вялікага прыбліжэння будзе ад нас гэта кіламетр, магчыма, дзесьці больш, каля кіламетра ад нас. Вось гэтая пляцоўка ля стэлы. Яшчэ людзей там вельмі шмат, вялізная колькасць. Вось бачым мы, чалавек мае гематомы. Зараз мы паразмаўляем з ім. Добрый дзень. А вы, я так разумею, былі раней на дэманстрацыях уже? Так точно. Это работа ОМОНа и спецназа внутренних войск МВД, короче. Расскажите, как это отбывалось. ОМОН собирал, загружал в автобус гражданский, ложил на пол людей. Потом уже я слышал, что они говорят, сейчас поедем, отвезем их, военным передадим. Думали, там спасение какое-то будет. Привезли нас, а там спецназ внутренних войск. И в автозак стелили нас в 3 слоя. 1 слой людей, потом по головам лезли опять люди. Давились, люди задыхались внизу, бились в судорогах. Они там проклинали, оскорбляли и матом, чем только возможно. Типа, это ужас. Там ребята по 20 лет, говорю, паренек плакал, говорит, я говорю, успокойся, сынок, потерпи. Говорю, нормально будет. А коли вас выпустили? Так получилось, что я немножко там без камеры скажу, как. Мы зараз в живом эфире. Ясно. Так получилось, что я не доехал до автозака. Меня скорая помощь увезла. Мне плохо стало, в общем, так же, как и другим. Потому что лежали люди снизу, они говорили, так, толстые на низ, худые наверх теперь. Забирали, если волосатые где-то ребята были эти, и модники с этими современными татуировками. Все там, в райотдел приедем, вам конец будет, в райотделе вам будет. Потом, что они там, вообще, говорится, били электрошоком. Если кто-то был в майках с белорусским гербом там или флагами, молотили, и опять же обещали, вы здесь, говорится, в раю отдыхаете, животные. А в райотдел приедете, конец вам там будет, вешаться будете. Один говорит, мне жизни хватит, чтобы вас, тварей, перебить. Я не знаю, откуда столько ненависти, блин. Это ж вроде бы армия наша, наши вроде бы ребята. Как они, где их выращивают, в каких питомниках, я не понимаю. А вы снова тут на митингу, вам не страшно другий раз? Точно. Я злее стал. Я ненавижу каждой своей клеточкой, говорю, все то, что происходит, это бьют наших детей, невинных, самое лучшее, что выходит на улицу сейчас. Это самое лучшее, что у нас есть в Беларуси. Алкоголики, наркоманы. У меня 4 сына. У меня нормальные дети, все нормально у меня. Но мучить, пытать людей в наши времена, это нельзя. Это дикость происходит. Мировая общественность должна обратить на это внимание. Вот я вам показываю, что есть на самом деле, и все. Размаўлялі мы з адным з затрыманых на мітынгах, дэманстрацыях, якія праходзілі на пачатку тыдня. Вялізная колькасць людзей, гэта далёка не ўсе, хто туды накіроўваецца, бо за нашымі спінамі таксама, наколькі мне хапае вачэй бачыць, людзі яшчэ ідуць па абодвух баках праспекта. Вось можаце вы таксама паглядзець, што тыя, хто зараз ля стэлы знаходзіцца, гэта
Да, тыя, хто зараз ля стэлы знаходзяцца, гэта ну далёка не ўсе, хто хоча туды трапіць. Яшчэ вельмі вялікая колькасць людзей, яны ідуць у бок стэлы, у бок месца вось сённяшняга збору, сённяшняга мітынга. Мы зараз таксама пойдзем бліжэй. Сыходзілі мы з плошчы Незалежнасці, дзе былі на мітынгу прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, і сам ён там выступаў. І вось калі мітынг адтуль разыходзіўся, то часткова людзі групамі з дзяржаўнымі сцягамі таксама ішлі ў цэнтр гораду. Ну, аднак вось тут ужо ля палаца спорту я іх не бачу. Тут выключна людзі альбо з чырвона-белымі сцягамі, гістарычнай сімволікай, альбо увогуле без сцягоў. Чарговая панарама, ўжо за гатэлем юбілейным, і тут побач можаце бачыць, колькі на самой справе там людзей. Я, напэўна, не памылюся, калі скажу, што ўвогуле ў жыцці сваім не бачыў такой колькасці людзей у адным месцы. Вельмі складана падлічыць. Александр Лукашенко на сваім мітынгу на плошчы Незалежнасці заявіў, што там было сёння 50 000 чалавек. Я б крытычна вельмі паставіўся да гэтай лічбы, бо па маіх назіраннях было значна менш. Ну, цяжка сказаць колькі, але відавочна. Ну, нават і не будзем параўноўваць гэтую колькасць мітынгуючых з той, якая была на сённяшнім мітынгу у абед. Бачыце вы спецтэхніку, вадамёты, таксама якісьці мадыфікаваны зялёны аўтазак, я раней такога не бачыў. І міліцэйскія аўтамабілі, спецаўтамабілі, пікапы. Бачым, там прысутнічаюць супрацоўнікі АМАПу таксама. Яны паміж аўтамабілямі ходзяць, але іх не шмат. Рухаемся далей, у бок стэлы насупраць гатэля юбілейны. Зараз мы рух транспарту не спынены па праспекце. Аўтамабілі ездзяць, сігналяць, ўжо традыцыйна. Клаксоны працуюць тут. Бачу я тут... Добрый день. Вот один, который вышел из КГБ. А можна з ім паговорить? Да, можно с ним поговорить. Зараз мы зробім еще інтерв'ю. А дзе гэты чалавек? Вот в красных шортах идет. Так. Яшчэ один чалавек пацярпелы ад затрымання, тады перададзім слово Антону. Добрый день. Добрый день. Вы, я бачу, таксама былі затрыманы. Да, я был задержан у себя дома 12 числа этого месяца в час ночи. Ну, подозрением, они подозревали, что я организатор массовых беспорядков. Как вас зовут? Меня зовут Гурник Александр Тадионович. А я стоял возле своего дома на Ульяновской, раздавал визитки. Это было, мне показали видео, говорят, вот ты 10 числа людей звал на митинги. Я говорю, я наоборот отговаривал людей туда идти и говорил, забирайте детей из тех школ, где были массовые фальсификации, переводите на обучение онлайн. И учителя фальсифицировали, боясь, что их уволят. Так давайте мы оставим их без работы. Это было самое мирное решение проблем. Но... Это ваша идея была, вы это придумали робить? Я придумал это делать, но тогда уже интернет не работал, я не мог, так сказать, созвониться с друзьями, поэтому я стоял просто на перекрестке и раздавал визитки. Вот. А меня решили, что я, наоборот, направляю людей на Майданы. Я никогда не ходил на несанкционированные мероприятия. Я всегда был дома, но я и листовки раздавал от честных людей, волонтерил за Цепкало. Лично мою подпись за Цепкало забраковали. И когда я отправлял сведения, электронные сообщения в ТИК Ленинского района города Минска, что с моей подписью? Мне ответили совсем не по той статье, по которой надо, по 61-й.
типа ответим только кандидату, а должны были ответить по 49-1. На второе сообщение вообще не ответили. После того, как узнали точно, что мою подпись сфальсифицировали, признали недействительной, создали акт выбраковки, я написал заявление в ЦИК и в Верховный суд. И собрал еще 10 подписей таких же людей, чьи подписи забраковали. Мы по Ленинскому району города Минска могли отстоять все 6,5 тысяч подписей за Цепкало. Нашими подписями просто подтерлись. Это правовой беспредел. У нас нету судов. Верховный суд это липа. То есть справедливости никакой добиться невозможно. Ну вот, поэтому и я стал честным наблюдателем. На своем участке, 74-м Ленинского района города Минска, мы насчитали более 400 людей с белыми лентами. Председатель меня не аккредитовали как наблюдателя, хотя люди, которые подписались, стояли прямо возле участка. Сказали, здесь неправильно дата указана рождения, здесь неправильно указано дом, где человек проживает. Все, забирайте ваше заявление. Аккредитованных наблюдателей выгнали с участка. Я вызывал милицию на председателя этого участка, Койпиш Валентину Ивановну. Милиция приехала, возле участка стояло 50 человек, 15 человек подтвердили, готовы были давать свидетелями, свидетелями, что выгнали аккредитованных наблюдателей. Потом эта председатель, она уехала с подписями, и протокол, заседания, подсчета голосов протокол вывесили только через где-то минут 40 или час позже. Вот. И народ стоял, доносил, вы, может, преступники, вы фальсифицировали, это 192-я статья, до 5 лет ответственности. И вот за это завели в КГБ, говорят, организатор массовых беспорядков, не сопротивлялся, в окно вломилось где-то человек 6-7, избили, связали, избили, говорили, сейчас вывезем в лес, тебя никто не увидит, все, привезли в КГБ, пытали, не давали спать, но благодаря тому, что 14 числа народ вышел возле здания КГБ, стоял, кричал: «Отпускай, отпускай». Там даже адвокат, которая была вот на допросе, говорит, такого никогда раньше не было. И я написал в протоколе допроса все, что я знал о фальсификации и своей подписи, и фальсификации на участке, вот, и о том, как, говорил людей про мирный флешмоб. Забирай детей из школ, где были фальсификации, переводи на обучение онлайн. Там мирное было решение этого конфликта. Сейчас нужно требовать отставки Караева, Тертеля, однозначно, и, естественно, Лукашенко. Потом писать заявление, это все будет написано в Следственный комитет, требовать трибунала для садистов и извергов, занимавшихся терроризированием мирного населения. Такого, чтобы они делали с мирными людьми, быть просто не должно. Меня зовут, еще раз повторяю, Александр Гурник. Можете меня найти в Телеграме. Ребята, отстаиваем мирно, спокойно, правовыми способами. Живе Беларусь! Александр Гурник, один з затриманих за апошні тиждень. Ми зараз передаємо слово нашому кореспонденту Антону Трофімовичу. Він от ля Стелли ближче знаходиться, розкаже вам, що там зараз відбувається. Тіньок, стояв би стояв. Сегодня вас ребята тут не присадут, надеюсь. Не, сегодня же все. Пострадали за ребятами. Як усі.
Я ж не ведаў. Працягваем з вуліцы з праспекта Машэрава. Мы працягваем з праспекта Машэрава ў Менску, дзе просто вельмі шматтысячны, цяжка падлічыць, колькі людзей працягваюцца да стэлы, а зараз знаходзімся акурат на тым месцы, дзе праходзілі баі роўна тыдзень таму, у дзень пасля выбараў. Тут каля мосту і на самім мосце праз Свіслач выкарыстоўваліся светла-шумовыя гранаты і гумовыя кулі, а зараз тут шматтысячнае мірнае шэсце, а там наперадзе мы бачым святароў. Спадар Юрый, добрый день. Гэта у нас у эфіры спадар отец Юрий Санько, прэс-сакратар Беларускага каталіцкага касцёла. Распавядзіце, ці вы тут таксама як удзельнікі гэтага шэсця? Ну, конечно, як удзельнікі, тому што мы пасля службы з парафіянамі, разам з парафіянамі вырушылі, дайшлі да стэлы, там пабылі на стэле, падзяліліся сваім такім перажываннямі, вераю сваёю з іншымі. Зараз вяртаемся ўжо, падтрымліваючы адно аднаго. Гэта дзень свята беларускага народа, гэта еднасці нашай, гэта прыгожа проста, усе светлыя, усе такія радасныя. І мы спадзяемся, што будзе Божая справядлівасць на нашай зямлі, таму што ўжо зараз адбываецца суд над Беларусю, і настане праўда. У хуткім часе мы будзем гэтага сведкамі. А што вы бачылі на стэле? Мы зараз туды толькі ідзем. О, гэта, конечно, не пераказаць, таму што дарога не закрытая, людзі не выходзяць, культурна себе паводзяць, але, я не ведаю, з 500 000 людзей, напэўна, ўжо ёсць. Цяжка, конечно, такое паверыць, дойдзем пабачыць на ўласныя вочы. Ці вы такое калісьці бачылі ўвогуле ў Беларусі? Не, конечно, такога ніколі яшчэ не было. Каб так Мінск аб'яднаўся, каб так беларусы аб'ядналіся, сабраліся ў адным месцы. Гэта сапраўды свята свабоды. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі. Всего добрага. Гэта быў ксёндз Юрый Санько, пробач касцёла на Залатой Горцы і таксама прэс-сакратар Беларускага каталіцкага касцёла, які разам з парафіянамі прайшоў вось такой, можна сказаць, невялікай пілігрымкай ці крыжовым ходам праз Менск і кажа пра паўмільённы натоўп, які там сабраўся. Мы пакуль туды не дайшлі і не бачым, але ўжо неўзабаве там будзем. Добрый день. Радио Свобода, у нас живая трансляция. Распавядзіце, вось чаму тут вырашылі прыпыніцца і што вы назіраеце, які у вас ўражанні ад гэтага? Першае, вялікі вам дзякуй. Я вас вельмі люблю за свабоднае слово. На ваше пытанне адказваю. Мы стаміліся і вырашылі насладзіцца гэтай прыгажосцю. Людзі улыбаюцца. Я першы раз у жыцці бачу, каб так людзі радаваліся. Калі у нас былі святы, я не бачыла лица вельмі такія сумныя, сур'ёзныя, а тут радасць. Столькі чырвона-белых колераў. Нават і дзеці тут. Мы шчаслівыя. Мне здаецца, мы на русской мове предвкушаем, что мы будем счастливы, понимаете? Вось кажуць на праўладны мітынг, які сёння праходзіў, што акурат моладзь выходзіць і бегае па вуліцах і плошчах. Тут розных узростаў. Я пенсіянерка, моя сяброўка пенсіянерка. Тут яшчэ ходзяць мае сяброўкі пенсіянеркі. Тут розных узростаў. Просто людзі неабыякавыя. Надоело, ведаеце, надоело.
Я не могу нават сказаць, як гэта надоело. Мы чакаем перамен. Ну, надоело. Я хочу, каб наши дети, унуки жили вельмі добра. Ну, надоело ў гэтым колхозным прыгоне жыць. Другим словом я не могу назвать. Яшчэ раз вялікі вам дзякуй. Дякую вам за ваше меркаванне, за ваши словы. Вось тут як быццам такая імправізаваная пляцоўка і частка людзей, некалькі соцень людзей, яны не ідуць, а застаюцца тут. Добрый дзень, скажите, чаму вы вырашылі прыпыніцца, не ісці далей да стэлы? Ну, з мэтаў бяспекі асабліва, бо там горача, дужа людзей, і каб не рызыкаваць, і каб не паддавацца на правакацыі. Здесь бяспечна, і мы здесь салідарны з іншымі людзьмі Беларусі. Які ўражанні ад таго, колькі проста праходзіць людзей на вашых вачах? Уражанне самага вялікага свята ў гісторыі незалежнай Беларусі. Чаму свята? Таму што атмасфера свята, і у людзей з'явілася надзея. Таму свята. Роўна тыдзень таму праходзілі выбары, ці вы маглі пабачыць штосьці падобнае, можа адбыцца праз тыдзень? Менавіта не маглі прадбачыць. І не маглі прадбачыць такія ахвяры, але мы спадзяваліся яшчэ тыдзень і дагэтуль. Як вы думаеце, далей, якім чынам могуць падзеі развівацца? І ці як бы вы хацелі, каб яны развіваліся? Мы хацелі бы, каб падзеі развіваліся мірна і ў рамках закону Беларусі і волі народа Рэспублікі Беларусь. А калі больш канкрэтна? Ну, мы спадзяемся, што словы Працягваем мы свой эфір ад палацу спорту. Зноў там праблемы з сігналам у калегі майго Антона Трофімовича. Ну, відавочна, праз велізарную колькасць людзей інтэрнэт проста не вытрымлівае. Спадзяемся, гэта так. У нас тут таксама цікава. Паглядзіце, якія плакаты зараз ідуць побач з намі. Людзі часткова ўжо, которые пабывалі там на стэле, яны ідуць у зваротным баку. Ну, я з некаторымі размаўляў, пакуль у эфіры быў Антон, то ведаю, што проста там неверагодная колькасць людзей і складана знаходзіцца працяглы час. Бачу, я зараз папрашу аператара паказаць. Вось эта пляцоўка, такі пагорак ля музея Вялікай Адчайнай вайны. Там велізарныя чырвона-белыя сцягі зараз разгорнутыя проста на гэтым узгорку, і калі трымаецца ў нас паказаць, магчыма, вы гэта пабачыце. Роўна тыдзень таму, таксама ў нядзельны вечар, былі мы якраз з маім аператарам Андрэем Рабчыкам там таксама ля стэлы і бачылі, як вось з гэтага самага пагорку МАП проста шчытамі зганяе людзей, жорсткі вельмі разгон там адбываўся. Зараз вось зусім іншыя кадры. Бачым, што не толькі на нашым баку ходніку, на нашым баку праспекта адбываецца тут рух. Людзі ходзяць зараз і на супрацьлеглым баку вуліцы, там ужо частка ідзе у бок стэлы, частка ад стэлы сыходзіць. Ну, калі вы чуеце, не ведаеце, чуеце, людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Проста нагадаю, ўжо немагчыма там знайсці вольнага месца. Калі пазней будуць здымкі з паветра, магчыма, з дрону альбо з вышэйшых паверхаў будынкаў, якія побач са стэлай размешчаны. Мяркую, што такія здымкі абавязкова будуць, то мы пабачым, колькі там было людзей. Вось аўтамабілі праязджаюць, ігнаюць матацыклісты. Сёння, дарэчы, не так шмат ужо людзей з кветкамі я бачу. Да, вось мне падказвае рэдактар трансляцыі, што здымак з верху гэтай пляцоўкі у
ля стэлы зараз маглі бачыць у нас, можете, напэўна, зараз бачыць. Так што вы нават лепш ацэньваеце колькасць людзей, якія прыйшлі сёння сюды, чым мы, бо нам пакуль гэта такая магчымасць недасяжная. Ну, пазней, канешне, абавязкова зацэнім. Мяркую, што будуць здымкі ў інтэрнэце сёння і мітынгу, які адбыўся на плошчы Незалежнасці. Там збіраліся прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Бачыў я на самым даху Дому ўраду, там фатографа. І, напэўна, ён гэтыя здымкі размесціць таксама, верагодна, хтосьці з альбо з пула прэзідэнта, альбо з дзяржаўных СМІ там быў, таму можна і гэтыя пашукаць і цікава было параўнаць. Нагадаю, што па словах Лукашэнкі 50 000 чалавек сёння было на плошчы Незалежнасці. Ну, колькі тут, я не ведаю, ці зможа нам нехта сказаць. Вельмі спякотна. А ў Мінску сёння бачу сталага чалавека, ветэрана. Зараз мы з ім паспрабуем пагаварыць. Добрый дзень, можна з вами пагаварыць? Я глуховат, поэтому я не смогу много. Ну, что сможете? Вы ветеран войны, так? Да, я ветеран Вьетнамской войны, и более того, инвалид второй группы Вьетнамской войны. Это в 70-м году я воевал за идеологию Советского Союза. Ну, было время такое, что воевать приходилось. А зараз бачу у вас белая стужка. Белая стужка у меня протест против руководства нашей республики. А чему вы протестуете? Ну, я лично протестую, потому мне, как ветерана, как инвалиду войны, были по закону, принятым еще в 90-х годах, по закону о ветеранах, было положено очень много льгот. Ну, достаточно много. Не так, как в Америке льготы дают, там и земли и тому подобное, и деньги большие. Мне определенный перечень льгот. Однако же указами своими Лукашенко то один пункт отменил, он весь закон не может, не имеет права отменять, так я понимаю. То он то один пункт, то второй, то третий. В конце концов никаких льгот не осталось. Вот поэтому я протестую против него. Абавязкова хочу спытаць, што вы думаеце пра тыя жорсткія разгоны, дэманстрацыі, якія былі ў мінулы панядзелак, аўторак? Мне трудно очень сформулировать мои мысли, но я скажу, милиция, ОМОН действует как полицаи во время Великой Отечественной войны. Вот сравнимые их действия с полицаями. Против народа выступать это никак нельзя. Народ есть народ. Народ – главная сила, верховная сила государства и закона нашего государства. Дякую вялікі вам. Побачили мы меркаванне ветэрана в'етнамскай вайны, былога вайскоўца, які вось за кветкай і белай стужкай сёння таксама тут. Бачым мы людзі ўжо таксама актыўна сыходзяць ад стэлы, але частка ідзе туды. Там тут такі увесь рух зноў до нас падышлі. Вот день освобождения Минска. Такой обвал был в этом году 9 числа. Это непредсказуемо, это такая невоспитанность, это такая хамское отношение к народу, что нет идеологической работы, так поднять народ. Без культуры такое со стороны администрации президента, со стороны руководящего состава. Я помню, на моем веку я прожил почти 90 лет, я сейчас с палочкой хожу. Меня удивляет, я пошел проститься своим отцом, который был в гестапо казнен, два брата до Берлина дошли, один в Ленинграде с голода умер, а я, мама и сестра в концлагере. А он и подписал документ, что не было жертв нацизма в Беларуси. Почитайте, это ужас, это человек совершенно постоянное преступление юридического плана. Вы не даете что-то.
Антон! Радио Свобода! Таня. Алло? Алло? Давай. У нас тепер є можливість показати кадри того, як виглядає площа перед стелою. Щиро кажучи, я просто не вірю своїм очам, бо я стільки людей увогуле у житті ніде не бачив. І ось нам казав Ксьонс Юрсенко про 500 тисяч натовп. Ну, не ведаю, просто невероятно шмат людей. Бачите самі на власні очі. Тяжко гэта ацаніць, але тое, што тут просто десяткаў тысяч, гэта дакладна. Похоронить 1000 рублей надо было, чтобы дала власть, так еще организовали в это время кооператив, я еще 1000 дал. Отдал прокуратуру заявление, и никакого решения нету. Разве это порядок? Контроль, а потом народный контроль должен быть не государственный. Рабочий класс должен осуществлять все изъяны. И ему докладывать, что вот так надо, вот так надо. Представители рабочего класса должны в депутатском корпусе быть. Обязательно. Были раньше герои соцтруда, были видные писатели, видные академики, видные, в общем, люди заслуженные. А что он ноги вытер и выкинул их за борт жизни? Лекарства даже не могут они купить за свои деньги академики. Извините, пожалуйста, надо говорить правду. А закон о ветеранах, кто читал? Почитайте закон о ветеранах. Там написано, что иные пострадавшие в результате войн, ленинградских блокадников, дальше участников войны, несовершеннолетних узников. И он посчитал, что в Советском Союзе во время войны в Беларуси не было жертв нацизма. Я задаю вопрос члену Бундестага, он говорит, спросив своего президента, почему он такой закон издал. Мы извинились перед народом Беларуси, каждый третий погиб. А он подписал документ, это преступный документ, он реабилитировал Гитлера. Как-то так не было у Беларуси нацизма, когда каждый третий погиб. Сколько шталаков, один только тростянец, что стоит, а на сухой улице. Я был, мама, я и сестра. Как можно так холоднокровно относиться к людям? Наказать надо, спросить надо. И не надо спихать на Запад. Запад всегда нам был врагом и остается. И французы, и немцы тем более. А Россия – наше спасение. До свидания. Ось такое меркаванне вы побачили. Чалавека, які таксама прыйшоў пратэставаць сёння да стэлы. Вялізная колькасць людзей, вось аўтамабілі прыязджаюць проста з люкаў, бачыце, таксама вітаюць пратэстоўцаў тут. Працягваем і трансляцыю. Бачым, такі корак утварыўся тут у нас. І пастаянны рух у абодва бакі. Хто пабыў ужо ля стэлы, ён вяртаецца назад. Бачыце, людзі на плакатах пра сябе таксама расказваюць. Час ад часу гучыць тут знакаміты ўжо такі лозунг «Уходи», па-расейску пераважна.
Зараз мы поразмаўляем з чалавекам, які мае такі плакат. Добрый день, Радио Свобода. Чаму вы вырашылі написать такие слова? Потому что этот человек уже сделал достаточно горя этой стране. И хочется просто, чтобы он тихо, мирно ушел. С ним потом, я надеюсь, трибунал разберется, но хватит уже, все. Уже терпения у этого народа нету. Просто хочется, чтобы он ушел. Я вось быў сёння у гадзіну дня на плошчы Незалежнасці. Там былі прыхільнікі Александра Лукашэнкі, і сам ён таксама там выступаў. І ён гаварыў людзям, што калі яго не будзе, то дзяржава можа разваліцца, Беларусі можа не быць, захопяць. Что вы про гэта думаете? Я думаю, это очень самонадеянные слова на самом деле, потому что белорусы привыкли сами о себе заботиться. Этот человек мало чего сделал для белорусов, и та страна, которая у нас есть сейчас, это только благодаря нам. А этот человек нас всегда тормозил. Вот, поэтому, если он уйдет, ничего плохого не случится, наоборот, станет только хорошо. Вот. Нам сильный президент, как он себя позиционирует, больше не нужен. Нам нужен хороший управленец, современный, желательно даже женщина. Добрая. А вы первый раз сегодня вышли, альбо ранее ходили? Нет, я не первый раз. Я до выборов был довольно-таки аполитичен на самом деле. Но когда я видел, сколько людей выходит, я уже понял, что надо идти голосовать, надо высказывать свою позицию. Я проголосовал. Потом началась жесть на улицах, ужас, террор. И все. И когда я увидел цепочки солидарности, я начал выходить в них, потому что они возле работы стояли. Все, и сегодня обязательно надо тоже всем выйти, показать свою позицию. Я надеюсь, что это все закончится очень быстро. Хватит. Саша. Вам не страшно было сюда идти? Магчыма, зноў разгоны? Я не думаю, что они уже просто решатся такое количество людей, которое сейчас есть, разгонять. Потому что вот они попробовали это сделать, оно обернулось еще хуже для него. Все. Как думаете, что будет далее, как будут далее подеи развиваться? Я надеюсь, что ближайшие соратники все от него отвернутся сейчас, и он просто тихонько сядет в самолет и уедет куда-нибудь на дачу в Россию, в Ростов, говорят, там это где-то прислужники есть. Все. И будет там доживать ненавидимую свою жизнь. Дякую вам за меркаванне. Всего доброго. Так, добрый день. Исключительно коротко. Меня зовут Людмила Николаевна, я минчанка. Мне 70 лет, рост 146. Ну, я подумала, а вдруг не хватит как раз такой малости, как я. Здесь объяснять не нужно. Спасибо. Дякуем. Вот люди просто сами подходят. Добрый день. Добрый день. Плакат сами намалявали? Так сама. Я внучка белорусского письменника Олеся Клышки и правнучка Голубя Иосифа, у гонор якого названа улица Голубева, на якой знаходится моя 12-я гимназия. Я сегодня вышла с дому, потому что я вельми люблю свою родиму, я вельми поважаю наших людей и сподіваюся, что это все выведет нас на новый уровень нашего життя. Дякую велике, я вельми жадала дать интервью на белорусской мове. Каб усі видели, что наша молодь вельми выдатна мае размаўляць на беларускай мове і заўсёды вельми открытыя для того, каб был мир и любовь. Вось, и дякую вам великие. Дякую вам. Так, добрый день. Фамилия Хренов Юрий Алексеевич. Я силовик. Участвовал в 3 конфликтах. А у яких? Да. А у яких? Афганистан, Баку и Ливия. Значит, я такого издевательства над народом не видел, честно. А маете на увазі разгонные акции? Я россиянин, поэтому не сильно размовляю на белорусской мове. Поэтому я вот честно, я за белорусский народ, я его люблю. Я вот правда люблю белорусский народ. Я не хочу, чтобы он не заслуживает того, что он сейчас вот имеет вот от этого нашего диктатора. Хлопцы, живи Беларусь. Я россиянин. Кажуть, от я був сьогодні на мітингу Олександра Лукашенки, і він там говорив, що білорусів посварити поміж собою з Росією. Як ви думаєте, це можливо? Я считаю, что вот я сам пойду, если этот Путин, который я уважал до последнего момента. Но вот сейчас, честно, я против, потому что знал россиян,
желаю. Хлопцы, и вам здоровья. И вот живи Беларусь. Дякую вам. Бачу, люди йдуть. Не назираю я ніяких конфліктів тут, або провокацій було напередодні ось гэтага шэсця, мітингу. Шмат таких апасенняў, каментароў, што магчымыя якіясьці непрыемныя рэчы, ну але пакуль тут усё спакойна, мірна і надзвычай пазітыўна адбываецца, вось, прынамсі ў гэтым месцы, дзе мы знаходзімся, таксама там, дзе мы былі. Мотоциклы едуць, аўтамабілі сігналяць. Вельмі шмат людзей, проста мноства. Не ведаю, ці наш сігнал стабільны, ці можаце вы ўсё бачыць, але вось так. Зараз тут адбываецца проста цяпер для апрацоўкі палацу спорту. І што самае цікавае, вот літаральна 50-100 метрах ад нас стаяць вялізныя вадамёты, унутраных войскаў. Эта тэхніка зараз бездзейнічае. Бачым дзяцюк з вялізнай дубінай і сцягам. Добрый дзень! Радыё Свабода. Адкуль далі такі сцяг? У народа сцяг ходзіць з рук рукі. Вот цяпер яго трымаю я і перадам некаму. Сцяг мірны, але беларусы яны і прыроду любяць, і партызаны. Спасибо, Радио Свободе, за все. Спасибо. Ось, але это сцяг, абсолютно мирный сцяг, и только мир, и только добро, и только увесь народ разом. Мы просили, каб нас пустили на той митинг, який был на площади Незалежности. И что? Я был там, а вас не пустили? Там сказали, что мы, правда, без стяга были. Без гэтага сцяга. Без этого стяга. Мы мирные люди. Мы подошли и попросили, можно нам туда пройти. Нам сказали, что не треба, не лепшая идея. Когда мы спросили, чему не лепшая идея, сказали, могут быть всякие провокации. Так мы говорим, что мы мирные, мы не хотим никаких провокаций, мы хотим пойти, послушать, что там говорят, и может, с людьми поговорить, свою думку сказать. Так нам сказали, что могут быть и с того боку провокации. Ну так сказал милициянт. Живе Беларусь. Але бачите, все добре. Мы перемогли 75% людей увогуле у белом свете визуалы. И 25 где-то аудиалы. То визуалы, ураження перше, поглядите визуально, кольки нас и кольки было там. 10%. И вам зразу буде адказ на пытанне, хто перамог на гэтых выбарах. А калі говорить, что мы утрымаем стабильность, что будет переходный период не вельмі добрый и так далее, он может такое быть. Але калі у фундамент заложено гнилое полено ці кепскі камень, а гэта сфальсификационные выборы, сфальсификованные, это кепскі камень, и вы на нем збудуеце добрую хату. Через год гэты камень развалится, угол хаты просядзе, и она развалится. Мы не хотим теперь положить у фундамент перший кепский камень. Мы хотим положить перший добрый камень. Усе люди сказали «не». Значит, «не». А скажите, что зараз для Стелы отбывается, бо мы не дошли, у нас сувязь возникает, что там? Для Стелы вы бачите великий прапор, самый великий прапор наш, сцяг великий. Море людей, все люди узрушенные, и все люди мирные. И все люди хотят сказать, поглядите, что было там,
нават з тракторами, комбайнами. Тут нема ні тракторов, ні комбайнів, і вони нам треба в Білорусі. І трактори, і комбайни. Але тут прийшли люди сказати, що найперш був наш вибір. І ми хочемо жити мирно, добре. Учора прем'єру сказали, що беріться керувати країною по закону, коли не вибраний президент, поки не приїде вибраний і легітимний. Прем'єр зам'явся. Я думаю, що йому треба добре подумати. Добре подумати, йому добра пропанова була вчора на заводі. На якому заводі? На МТЗ він був, я По-моєму, так, на МТЗ. Добра промова була від людей. Керуй. Ніхто нікого не виганяє, ніхто нікого не розформировує. Керуй. Ми проголосували за другого президента. Ось і все. Математику не вельми можна поміняти. Не ми її придумали, Архімед, як ти його там не крути, 2 плюс 2 – 4. А коли хочуть сказати, що 2 плюс 2 – це 3 відсотки, так не буває. Живе Білорусь! 2 плюс 2 – 4. Запишите мою запись обязательно. Я за Беларусь-чистая Русь. Без Лукашенко, жидов и жидовских. Это мы не можем. Гэта мы не можем падтрымаць такія антысеміцкія заявы. Атакуюць нас зараз тут. Нагадаем, Радыё Свабода выступае супраць любога віду дыскрымінацыі па расавай, нацыянальнай і іншых прыкметах. Таму мы не можем размаўляць далей пра антысемітызм. Добрый день. Здравствуйте. Вы тут удзельнічаеце ў гэтым мітынгу, шэсці, што гэта? Это марш свободы. Это какая-то невероятная, удивительная, новейшая история Беларуси, которую мы делаем своими руками. Если честно, мне 41 год. И я всю свою взрослую, сознательную жизнь жила при диктатуре. И практически не верила, что я когда-нибудь увижу такой солидаризированный, объединенный, настоящий белорусский народ. Я никогда не видела такой народ, которым я хочу гордиться, который я люблю. И я вижу его в едином порыве, желающим перемен, желающим свободы. Я вчера провела полдня на Окрестино. И я хочу сказать, что, находясь сейчас в эйфории праздника, мы не должны забывать о наших политзаключенных, которых пытают в тюрьмах. Окрестино всего лишь одна из тюрем, где сейчас люди принесены обществу в сакральную жертву за нашу свободу. Есть еще Володарка, есть Жодино, есть голосовали на Окрестино, чтобы разговаривать с людьми. Я разговариваю с парнем, который пришел туда вечером. Он говорит: я вне политики, но если ты вне политики, если ты не хочешь ей заниматься, то она займется тобой. Я говорю: сильно били? Он говорит: меня нет. Меня погладили дубинкой, а вас бы убили. Я говорю: а за что? За что меня бы убили? Вас? За белую майку, за символику вашего народа, за белый браслет. Люди, к ним приходят на предприятия агитаторы и говорят: вам платят зарплату, что еще вы хотите? Ребята, давайте вспомним, что это не единственное право по Конституции, право на труд и на вознаграждение за труд. У нас есть право голоса, у нас есть право на информацию. Мы должны получать правдивую информацию о своей стране. У нас есть право волеизъявления. Уйдите с дач, прочитайте хоть раз нормальную книжку, прочитайте Конституцию, узнайте о своих правах. Я благодарна этому лету за то, что люди открыли закон о выборах, прочитали его и пошли независимыми наблюдателями. И несмотря на то, что их били дубинками, они хотели посчитать свои голоса. Это наши права,
данные нам Конституцией. Ребята, заводчане, бастуйте, пожалуйста, бастуйте. Мы добрый народ, мы поделимся картошкой, закатками с 2014 года, которые стоят у нас в гаражах и на балконах. Мы переживем, но если мы перестанем платить штрафы, перестанем платить коммуналку, перестанем содержать этот карательный аппарат, он сожрет сам себя. Ведь нас бьют ОМОНовцы не за идею, они бьют нас за деньги, они получают огромные зарплаты. И я прошу вас, давайте не будем поддерживать аппарат, который нас уничтожает. Я пришла сюда не потому, что я наркоманка, не потому, что я проститутка или овца, у которой нет дохода. Я пришла сюда, потому что я хочу жить в свободной стране, и я люблю эту страну. Живе Беларусь! Дякую вам. Така вогненна промова зараз ад одної з удзельніц та шэсця марша свабоды, або як яшчэ яго можна назваць. Так. Простите, можно два слова сказать? Так. По поводу того, что люди уходят. У нас наш уважаемый или неуважаемый Александр Егорович как-то задал вопрос. Если не задал вопрос, а ему доложили, что вот это все пьяное быдло. Вот это пьяное быдло. Поверните, пожалуйста, камеру и посмотрите, где здесь быдло пьяное. Где здесь люди, которые уголовники. А теперь второй вопрос. Когда я был 10 числа в больнице, так случилось обстоятельства, была картина, которая для меня стала просто, наверное, уже радикальным в сознании переворотом. Когда стоит реально пьяное быдло за стенкой, и стоит врач невысокого роста. И это пьяное, вот реально быдло. Его поливают всеми возможными. И ты мразь, но я не буду выражаться в эфире. И стоит 3 сотрудника милиции. Вы думаете, что-нибудь эти 3 сотрудника милиции сделали? Пока я не подорвался, сам не сказал, что это уложу, этого никто ничего не делал. Все пошло вот оттуда, от них, от этих всех сотрудников. ОМОН, то, что выше, это уже следствие. Причина, изначально нас разделили и нас всех считали быдлами. Так вот скажу, Александр Егорович, мы не быдло. Дякую велике вам. Протягиваем. Так, а что вы хотели сказать? Ну, я бы хотела сказать, что Александру Григорьевичу Лукашенко уже давным-давно пора уйти. Сегодняшний мирный митинг, и не только сегодняшний, он, в принципе, это показал. Вы набрали 3%. Будьте так любезны, покиньте пост президента. Вы нелегитимный президент, вы не наш президент. Уходите, пока еще не поздно. У вас есть самолет, садитесь на него и улетайте, потому что может быть хуже. Дякую велике. Такі радикальні міркаванні, заклики. В першу чергу скеровані на присідільного керівника країни. Спасибо вам! Няспынны плын людзей з абодвух бакоў праспекту зараз, аўтамабілі. Ну, бачыце вы, што тут зараз адбываецца. Люди просто сами подыходят. Попрошу оператора поднять камеру, показать вам, что зараз тут на проспекте у бок Неамігі. Там так само просто яны завод і неверагодная колькасць. Я не думаю, что гэта неяк магчыма будзе падлічыць. Праваахоўнікі звычайна лічаць людзей на
Так, правоабаронцы, які, звичайно, лічать людей на просторні вони тут не зможуть гэтага зрабіць. Бачите. Добрый день. Радио Свобода, як настрой у вас? Великолепный. Вы были ля Стеллы, так? Да. Что там отбывается? Там примерно 250 тысяч есть. А если сейчас подойдут, 1400 будет. Великая колькость людей. Да. Все флаги, все за Беларусь. Пускай он подумает, это не 10 тысяч человек, которые собрались там. Это весь народ Беларуси. Но если плюс регионы, считайте сколько. Это не 3%, это 97%. Живи Беларусь! Бачите ви, такая атмосфера тут. Так, добрый день. Праздником вас, господа! Як вас зовут? Михаил меня зовут. 30 лет я ждал этой победы. Наконец-то свершилось. Мы каратели смещаем. Караевы, Караники, Карпенки, Качановы, все должны уйти. Мы за свободу. Свободу Беларуси. Ура! Живи Беларусь! Так, ось такий настрой панує зараз на пляцоўцы ля палацу спорту. Роўна тыдзень таму, мінулую нядзелю выбараў адбываліся на гэтай пляцоўцы адбываліся адны з самых жорсткіх разгонаў дэманстрантаў, шмат пацярпела людзей у іх выніку. І дагэтуль некалькі дзесяткаў чалавек застаюцца, нагадаю, прапалымі без вестак. Няма інфармацыі, калі не памыляюся, каля 70, нават, магчыма, больш чалавек просто зніклі, а пра іх знаходжанне зараз не маюць звестак ні родныя, ні праваабаронцы. І мы спадзяёмся, што ў бліжэйшыя дні усе яны знойдуцца і вернуцца да сваіх родных і блізкіх. Весь час до нас падыходзяць, людзі цікавяцца, што мы з Радио Свобода. Так. Бачыце, міліцэйскі аўтамабіль тут таксама быў у плыні аўтамабільнай, але развярнуўся і з'ехаў адсюль. Вельмі дзіўныя часам тут ёсць плакаты. Ты не наш Хакагі. Зараз даведаемся, што это значыць. Хлопцы, добрый день. А вам 18 гадоў ёсць вам? Значит, можем размовлять. А что у вас написано? Не могу разобраться. Здесь написано, что кое-кто не наш Хакаги, потому что мы его не выбирали. Хакаги — это тот, кто защищает деревню. Это лидер, это герой, которого выбирали все. А, к сожалению, прошло ровно наоборот все. А откуда это Хакаги? Так, дякую вам за тлумачэнне. Бачым тут. Кожны ўжо свой мае стыль волевыяўлення, што датычыць. Добрый дзень. Добрый дзень. Падыходзяць увесь час до нас людзі. Скажи, Господи, што у меня на камеру 10 хвилин. Позвоните, скажи. Треба капіна як. Иди скажи. Нет, конечно.
Зараз ми покажемо вам, як люди у різних городах. Просто в гэты момант таксама Ты гоняться будешь здесь, да? Можно вынести это. Ну, возьми. Есть? А ты вот так, да. Ты стой, повесь. Я могу рассказать, что важно. Свобода, привет.
Слушай, завершать и давать Олегу. Пытаемся мы на короткий час просто да пляцоўкі перед палацам спорту, каб завяршыць эфір, вельмі знікае сувязь, вялізная колькасць людзей. Спадзяюся, былі з намі сёння, вам спадабаўся наш эфір, які пачаўся з чырвона-зялёных колераў і зараз завяршаецца бела-чырвона-белымі. Меня зовут Олесь Пелецкі, таксама Антон Трофимович быў за камерай Андрей Рабчык. Мы з вами развітваемся і запрашаем сачыць за нашымі далейшымі эфірамі. Я думаю, што бліжэйшы тыдзень будзе напоўнены падзеямі.